downtown, speeding all around. The Nike 47 got the power and it's bound to move any mother that gets in the way. Just another power machine on the freeway. Riding with me is my MC homeboy. Knowing the rules ain't part of his program. Finding the right way around this map might be pretty hard cause he's fucked on crack. G, Grand Theft Auto. You gotta make a mark and move where you want to. T, that determination to steal what you can and run from the nation. Hey, hey, what do you say? We automate a secret to speed from our getaway. Take it to the edge, there's nowhere to hide. And call up the boys, let's go for the joyride. Let's go for a joyride. Stop the violence from the police and what my dad used to say, but now he's deceased. He got caught in a jam, threw in the can when the cops erupted and said he killed another man. Cheap knowledge was my main game, to figure out the law, to figure out the frame. Just when I thought I knew justice, a cop on me said, you just been busted. Don't fuck with me. Music with more muscle. There's a hit alone that's shown to blow its dome and prone. It's rock body till it's gone. Smoking with a 40, lounging with shorty on the throne. Made like Al Capone. Score the bag of sense and stack it in the bones. Well known. It's Blow Brother Silly Stone. Lifted and gifted. That's how I live. Shoot the man bricks. Всем привет. Всем привет. Привет, токари. Здравствуйте. Так, всем привет, всем привет. Ну чё, думаю, что сегодня добьем. Да, я Сахан, привет, РНТ. Чё вспомнил? Я как будто бы 1000 лет не играл, хотя это было только вчера. Вспомнил я, знаете, что? То, что мне надо искать множители, мне надо искать все это дерьмо, чтобы продвинуться в игре. Нет, блин, африканец. Не-не-не. Нет, блин, японец, надо сказать. Нет, блин, кореец. Это хотя бы было похоже на правду. Хотя бы. Но меня однажды спутали с японцем, когда я был в Таиланде. Мне один торговец такой, типа, говорит, аригато, а я такой, чё, бля? Она такая, русский, что ли? Я такая, да. Блять. Ё-моё, я такой, спасибо. Так,
Еще мы сейчас занимаемся тем, что мы ищем бонус всякие по городу. Вот типа оружия, бронежилета. И самое во всем этом безумное, то, что нам надо запомнить, что где находится. Сечете, да? Вникаете в прикол, да? Это вообще жесть. Если запоминать расположение бонусов там в предыдущих городах, это ну еще типа нормально, то вот в этом городе, еще и на этом этапе, на втором, ну это гумус какой-то. Я вчера пытался запомнить все на свете, но да, даже мне вчера было трудно. А я находил кое-что. А сейчас-то вообще, ну забей, просто я уже память стерта. Я чисто как Арнольд Шварценеггер, который пытается вспомнить все. Но при этом я не Арнольд и не Шварценеггер. И вспоминать мне нечего. Блин, мистер полицейский, я не хотел. Так, отойдите, пожалуйста. Блин, ну я не хотел. Я был максимально аккуратен и нежен с этими людьми. Но с этими уже нет, скорее всего. Ну, ладно. Так. No. Опа, а это что такое? Fort Bad, привет. Что за игра? Это самый первый GTA. Вот ты, наверное, не знал, но вот так вот выглядела самая первая GTA, которая вышла в нашем мире. Да. Блять, машинки! Маленькие, блять, радиоуправляемые машинки, которые взрываются. Почему они преследуют меня? Я же просто угнал эту машину. Тут иногда по городу расположена припаркована машина. Блин, тихо! Которая типа как ловушка от какого-то маньяка-психопата. Он еще и мне на пейджер скидывает сообщение и говорит типа: постой, подожди немного, сейчас все будет зашибись. И в этот момент приезжают машинки и да. И ты как бы понимаешь, что тут уже все. Надо давить на газ, иначе будут собирать по кусочкам. Так, вот тут, вот, да. Так, давайте заблочим немного. Блин, я не заблочил ничего. Ух. Так. Так, вот здесь находится... ну вообще моцик нужен. Че это я? Пешочку наверх. Там наверху жажда смерти находится и множитель. Кстати, убрали машину. Как любезно. Ладно, это еще не так уж и плохо. Он умер и умер, но что поделать? Все мы смертны. Тут, кстати, да, вот в этой части GTA у нас есть фиксированное количество смертей, ну, жизней, точнее. Ну, не то, что фиксированное. Короче, у нас есть определенное количество жизней. Если мы умрем 5 раз или 4 раза, то все. Ну, типа гейм-овер, и ты игру начинаешь заново. Ну, на карте, точнее. Карту начинаешь заново. Короче, типа, практически игра на денде, можно сказать. Олдскульные правила, хардкорные, да, в этой игре сохранены. Да ёб твою мать, мистер Коп.
У меня есть пистолет, я применю его. Только попробуй, подойди. Хотя ты уже подходишь. Все. До свидули. Это уж точно с ним встречусь на том свете. Что-то я боюсь, что я из этой крыши не уйду. Вот, ракетницу подбирать пока не будем. Возьмем чисто множитель очков. Короче, тут цель какая? Надо набрать 5 миллионов долларов. Офигенно, да? 5 миллионов долларов надо заработать за, ну, за один присест, грубо говоря. Но это выглядит сложно, но по факту это реально. Если у тебя есть много множителей очков, типа сейчас у меня все очки множатся на 2, то последующие, если подбирать множители очков или выполнять миссии успешно, то множитель растет, и может стать, что у меня будет там, не знаю, x5, x7, x8. То есть все будет множиться на 8, и деньги за выполненные миссии, соответственно, тоже будут даваться мне в больших объемах, и набрать нужную сумму будет не так, ну, сложно, как будто бы. Но проблема вот какая у меня. Миссии сложные, это раз. Во-вторых, где находятся все бонусы, вот эти вот, которые множители очков, я без понятия на этом этапе. Если в начале прохождения вот этого города на первом этапе мы эти множители очков просто находили везде и всюду, то тут прикол вообще иного масштаба. Тут мне говорят, что я должен... Ну, точнее, ничего не говорят мне, вот в этом-то и забава. Хер пойми, где что находится вообще. Еще и жизнь в том, что игра хардкорна вообще по своей сути. От попадания пистолетного ты умираешь моментально, сразу же. Тебя может спасти лишь бронежилет. Ну вот, все, застрелили. А бронежилет найти, это тоже, ну, удачи требуется. Короче, лютый какой-то трэш творится в этой GTA в плане хардкорности. Так, ну я думаю, это жажда смерти, да? Жажда убийств. Ну да, типа ракетница или что-то в этом роде. Не видно, правда. Короче, давайте заново. Потому что у меня ПП нету, я уже 2 раза совсем как-то плохо умер. Короче, делаем вот что. Сейчас первым делом едем наверх, забираем множитель хотя бы один и просто спокойно идем выполнять все миссии. А там уж как пойдет. Я надеюсь, по ходу выполнения миссий мы будем находить и ящики эти всякие разные. И нам станет ясно, где, чё, кого. Взятка полиции была, блин, офигенно. Вот, сейчас этот множитель возьму. И просто забалдею. На какой-нибудь ублюдской миссии. Здесь все миссии типа из разряда приедь на какую-то сраную сделку, там стоит человек 10, все вооружены,
И ты при этом у них должен каким-то образом скоммуниздить какой-нибудь долбанный лимузин или грузовик или еще что-то в этом роде. Это просто жесть полная. Тут не то чтобы, типа, ну, с бронежилетом к ним подойти нельзя. Так и на машине вообще подъехать невозможно. Они просто сбривают эту сраную машину моментально. Типа достаточно 15-20 попаданий из пистолета или, не дай бог, автомата, то все, ты отъезжаешь. А вы представьте, что там стоит вот 10 человек, и если повезет, у них только пистолеты. Но, блин, в большинстве случаев там типа 10, а нет, 15 с пистолетами, типа, и 5 с автоматами дерьма. Тут есть аптечки. Ну, нет, тут есть дополнительные жизни. Но вот на этой карте, вот на этом городе, Vice City, дополнительные жизни просто так не валяются. Их надо за выполнение вот этого вот жажды смерти получить. И самое близкое во всем этом то, что после выполнения этой жажды смерти, когда ты набираешь определенное количество очков, которые требуются, они тебе не сразу дают эту дополнительную жизнь. Они типа говорят, типа, слушай, езжай вот на такой-то адрес, оно там лежит. Не успеешь, все, пропало. Это вообще какое-то, ну реально, это издевательство. Это так и работает в этой игре. Типа, я еще и должен успеть забрать его. То есть ты должен очень хорошо ориентироваться в городе, знать все районы, что где находится. И потом уже, да, все. Ты будешь понимать, что к чему. Но я жить в этом вымышленном городе, типа, не намерен, как бы. Я даже своего города, Якутска-то, особо не знаю, типа, где какие улицы расположены. Это вообще лютый бред. Вот такой вот я человек. Они ничего от меня требуют, чтобы я вымышленный город запомнил, какие районы улиц находятся. Они типа вообще серьезно? Тут вообще как-то, ну, малости неадекватные требования. Тут, по-моему, вот единственное, что как бы было бы нормальным объяснением всего этого, то, что вместе с игрой, когда ты ее покупаешь, шла печатная продукция в виде типа карты, мануала, там вот это вот всего. И там вот все везде, короче, ты, ну, понимал, что кого. То есть ты такой берешь, ага, я в Vice City, и смотришь по карте такой, окей, вот тут. И ставишь метки, где какая, ну, хрень лежит, короче, прямо на бумажной карте. Типа тут множитель, тут еще что-то. Вот тогда да, типа, это даже весело, мне кажется. Но в остальных случаях, ну, это просто, ну, бред какой-то. Ну, реально, я не понимаю, как я тут должен делать. Ясно. На скорость. Что сделать сказали? Блин, я опять не прочитал. Что сказали сделать? Бомбу поставить или что? Я не понял. Кто не прочитал субтитры, я говорил о всяком. Блин, я не то нажал. Ну все, это ГГ походу. Я опять не запомнил, что-то делать надо. Может машину взорвать, хотя это, ну, вообще нелогично. Может его пригнать куда-то. Так, ну может сюда, я не знаю. Это уже слишком для меня. Слишком. Я чё-то не понимаю. По-моему, надо его покрасить тогда. Это единственное.
А, бомбу установить. Ну, охеренно, я, типа, ну, пытался поставить бомбу. Но меня не пускали. Почему-то. В гараж с бомбой. Короче, надо искать еще и гараж с бомбой. Но только непонятно, где она находится. Может, по пути где-то есть, а я не заметил. Надо, короче, смотреть в оба. Внимательно смотрим на дома. Так, мне бы сейчас мотоцикл. Дайте мотоцикл. Вот так. О! Спасибо. Шараябы, check this out. Это самая долгая часть GTA, которую я видел. Самая долгая часть GTA. А как быстро проходится 5-я GTA по времени? По-моему, он дольше, не? По-моему, преувеличиваешь. По-моему, преувеличиваешь. Мне страшно представить, что будет во втором GTA. Во втором GTA, по-моему, ну, он просто такой же примерно. Просто графон там такой, другой. Там даже в настройках может, по-моему, было поменять день, точнее ночь на день, то есть там есть в настройках вечная ночь или вечные дневные сутки. То есть там нет динамичной смены дня и ночи. От 30 до 80 GTA 5. Не, ну 5 GTA, конечно, намного дольше. Вот это быстрая игра, как по мне. Вообще, если прям очень хорошо знать город, конечно, блин, ну вообще легчайшая игра. Вот это вот. Если город знать. Но от того, что ты не знаешь, то игра становится невозможно критически. Блин. Это была авария. Я ищу гараж, где можно установить бомбу. Потому что если я сяду, ну вот сейчас я приеду на метку по стрелочке, сяду в машину, это все, таймер запустится, вот это вот, блин, стресс начнется, гумок полный. А? Это я. Так. Автомат. Ну вот еще бы в идеале сейчас мне броник найти. Вот как будто бы в этих гаражах точно где-то есть, точнее вот в этих домах. Выглядит как промышленный район, согласитесь. Вот здесь вот, ну, по-любому должно быть гараж, который устанавливает бомбы. Ну, типа прям. А, нифига, там танк есть. А, погодите, это вообще какие-то военные базы? Владик Семка, привет, спасибо большое за добрые слова.
А тебе удачного вечера и приятного просмотра, если будешь смотреть. НАТО. Возможно, НАТО. Ну, если это Америка, то, наверное, не НАТО, а просто Минобороны, что-то в этом роде. Тупо военные. Потом будем проходить GTA вторую часть, да. Ну, если сегодня пройдем эту GTA вот быстро, да, ну, по сути, второй этап. Но просто, понимаешь, проблема сейчас в том, что, ну, она, ну, такая сложная. Вот этот именно сейчас момент такой прям гнусный происходит. Второй этап. Все бонусы, ящики поменялись, расположение. Множитель поднять невозможно практически. Да, оно мне надо очень. Потом еще, блин, я вот опять вспомнил. Я отвлекаюсь очень быстро на всякие разные другие штуки. Я же, по идее, бомбу искал, где можно установить. Но так, наверное, где-то вот здесь, Малый Доминиканин, есть. Вот мы сейчас, по-моему, в Малый Блин. Доминика, вот. Доминик Туретто. Так, вот, да. Вот в Доминике находимся сейчас. Так, нашел гора с покраской. Хорошо. Привет, Маша, здорово. Так, безнаказанный вот ключ нашел, хорошо. Теперь я точно знаю, где ключ. Это уже успех практически. Так. Теперь мне нужен гараж с бомбой. Бомба. Так, еще один автомат. Так, вот в этой парковке, скорее всего, люди любят дрифтовать. Но здесь Якутске, блин, на площади, по-моему, Дружба называется, или что-то в этом роде. Но там достаточно места для того, чтобы ночью приехать и дрифтовать по КД. Но это летом. А зимой, ну, таким никто не занимается. Дрифтеры и гонщики идут на спячку. И слава богу. Ах ты долбаный блюдок. Привет, Фрешмит. Блин, я его переехал. Мне кажется, это мне аукнется потом. Причем сильно аукнется. Так. Ну, надо менять тачку. Убернижение день третий. Но у меня пока жестко не... Блин, тихо, блюд, заминировано. Оу, тихо, не убивай, полицейский, не убивай. Поймай, но не убивай, пожалуйста. Блюдок. Так, я ищу гараж. На, собака дерьма. Блин, я вчера в этой игре такие типа ругательства услышал в мой адрес и в адрес других людей, типа, знаете как, типа, нищие шлюхи, типа, вообще жизнь какая-то. Ублюдок, свиножопая или что-то в этом роде. Я охеревал вообще. Блин, вот откуда люди вот в свое время узнали про разные ругательства. Вот я думал, типа, почему вдруг у меня весь двор начал матом ругаться. Я... Перекрестские бомбы не на краю города, где розовые стрелки. Не-не-не-не, ты это место имеешь в виду, я понял. Но
оно не работает. Вот я сюда долбился, не пускало вообще. Но в принципе то, что они расположены по краям города, это да, это факт. Но тут конкретно это не работает. Блин, может быть тут где-то дальше есть. Давай выходи, я тебя перееду к херам. На, ублюдок. Так, теперь смогу покрасить машину, в принципе. Вот ради этого я и давил полицейских. Так, о, безнаказанно выход в тюрьму. А деньги на бомбу есть или на бесплатную? Ну, по-моему, когда я сажусь в эту вот машину по миссии, у меня просто появляется чудесным образом 10к. Блин, я забыл, что тут kill Фрэнси. А, ну это забей, я не наберу. Да и не найду потом дополнительную жизнь. Короче, в принципе, насрать, в общем. Так. Уйдите, товарищ. За рулем водитель без прав. Да что это за лабиринт дерьма? В конце которого тупик просто. Да, блин, разраб, конечно, юморной. Забавный парень, как говорится. Разработчик забавный парень. Так. Ау, 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 ау. Так. Автомат. Да я и не старался. Так, ну где-то вот тут, по-моему. Ну, я надеюсь. Еще автомат. Тут подобранный автомат даже не засчитался. Ну, блеск. Буду знать. Буду знать, что во время жажды смерти не стоит ничего не подбирать. Просто ничего. Блин, я вот тут вот уже разъезжал, как будто бы, но... Так, давайте-ка я проверю тут наверху. Интересно все-таки. Кстати, на железную дорогу наступать не рекомендуется. Она типа потоком, и ты просто превращаешься в скелет. Скелет в стиле Red Alert или типа того, когда оно током бьет. Да блин, опять этот Paint Shop. Это вообще не то. Ну вообще, казалось бы, да, вот военная база, логично, что там должен быть какой-то продажный полицейский, кто-то полицейский, военный, который типа такой, за любые деньги ваш каприз, как говорится. Я вам хоть там пулемет поставлю в машину, типа. Но нет, этого тут нет, как будто бы.
Так, мне нужен мотоциклист. Я хочу на крышу этого госпиталя забраться. Так. Блин, это слишком шустрый байк. Да, как бы не упасть с крыши на этом говне. Я что-то начинаю жалеть, что я его взял. Что-то он очень шустрый. Я очень слегка нажимаю. Я максимально аккуратен. Но это дерьмо очень чувствительное. А ну за одно нажатие уже только мы сейчас готовы погнать. Но как бы да, путь не близкий, вот именно поэтому я и взял байк. Прикиньте, я тут пешком бы сейчас поднимался, ходил. Увлекательное путешествие было бы. А тут как бы интрига сохраняется какая-то. Типа упаду или нет. О, множитель. Ну, в принципе, окей, хорошо. 2 множителя я знаю, где находится. Это уже успех. Практически. Но сумма довольно-таки большая для выполнения, для прохождения, точнее. 5 миллионов это 5 миллионов. Так. Ну и бред. Ну и... Блин, как вообще ездить на этом? Не понимаю. Примерно такая же толка на машину. Ладно, поехали за тачкой этой. Я надеюсь, мне повезет, и я найду, короче, эту херню. Да, привет, Мизикрафт. Серьезно, игру откопал, да. Я уж думал, меня еще групп поймает, схватит за задницу. Не, ну каких-либо детей заставлять играть в эту игру, ну это такая себе идея. Ну хотя, с другой стороны, казалось бы, да, ну такое не может заинтересовать детей, но вот, например, мои дети увидели это и такие: охереть, это же машинка, и она едет, а какой музон тут. То есть этого, в принципе, достаточно для того, чтобы игра стала как минимум супер интересной. Да, привыкать к нему — это то еще испытание. Всё, погнали. Да садись, урод! Ладно, я вроде не обосрался, в плане не проиграл, миссию не потерял, но ублюдок меня просто схватил за жопу. Сел бутылку. Не-не-не, у меня был ключик, никто не сел на бутылку, они просто мне показали бутылку и сказали, что в следующий раз ты на нее сядешь. Пока чисто предупреждение выдали мне. Говорят, типа, блин, слушай, у тебя ключик есть, а мы ключики любим. Ты нам ключик это давай, а ты на бутылку не садишься. А я согласился, говорю, да, хорошо. Условия выгодные. На бутылку садиться не хочу.
Вот так это и работает в этой GTA. Изморался голубикой. Блин, голубика, по-моему, вообще не... Это самый такой блюдский натуральный краситель, который вообще не выводит. Вот если брусника еще так, типа, можно вывести, но голубик это и черника это просто забей. И теперь такой навсегда, точнее, одежда такая навсегда. Не, ну это пиздец, я не успел. Мурфик. Не, ну это просто издевательство какое-то. Я просто банально не успею. Я не знаю, где находится расположение, ну, гаража с бомбой. 18 секунд осталось. Ну, казалось бы, да, с одной стороны, просто едь туда, где ты не ездил. Логика, как бы железная. Согласен, хорошая идея, но времени не осталось, а я просрал миссию. Ну ладно, есть другие миссии, в принципе. Не страшно. Не страшно. Грик Хайтс. Позвони тебе там, говорят. Так вот, челов задавили. Ну, как-то вот на будущее хочется посмотреть. Есть ли где-то гаражи? Ай, блин, да, и ключик бы сейчас забрать. Ключик от тюрьмы. О, вот он ключик. Повезло, повезло. Это типа, если что, бассейны. Покраска. А оно мне надо? По-моему, нет. Больше одна звезда. Блин, переживу. Ну хотя даже одна звезда может быть большой проблемой. Ублюдки, уйдите. Томат, ладно. Давай челлендж играть в эту часть, пока не выйдет 6-я часть на ПК. Да. Звучит как офигенная идея, конечно же. Так. Чё мне сказали? Блин, надо читать субтитры, я не успеваю. Короче, говорит, куда-то езжай, чтобы у тебя хвоста не было. Что-то в этом роде. Мать твою. Думаете, что мне раскололи в автоманах и не хотят встречи, двигать ленивая жопа, я позвоню тебе в Вайс Бич. Блин, ну это, по крайней мере, ругает меня не так сильно, как тот полицейский вчерашний. Этот меня назвал ленивой жопой, но это еще не так плохо.
А персонажа можно менять на любом этапе любого города или сначала и до конца одним играть? По-моему, у каждого типа своя тема. До конца типа играется. То есть ты только меняешь персонажа. Это как профиль, по идее. Каждый персонаж это твой профиль. То есть... Заебись. Спасибо. Меня уже второй раз ловят полицейские, прикиньте. Скоро ключи в городе закончатся. Блять, как ты меня доебал, мистер Хоп. Вечно куда-то свою тарантайку не там ставят, где надо. Так, тупоголовый, выслушай все, что они тебе скажут, и затем свяжись со мной, чтобы все доложить. Но вот это уже, да. Буллинг продолжается. Хорошо, бро, как будешь в Greek Heights, Vice Shores или Vice Beach? Ага. Надо действовать быстро. Агенты Вавилон собираются убить брата Закария и езжай в отель Greek Heights. Так. Кто такой Вавилон? А, Вавилон, по-моему, в предыдущем этапе был. Так. Что-то фараон должно быть неподалеку. Джа знает где. Иди найди этих чертовых короткошерсток. Неподалеку. Блять, охуеть. Где они? Прикалываетесь. Просто иди найди. Я не понимаю, где... Да это издевательство какое-то. Брат Закария уже близко, лучше бы тебе поторопиться, паря. А что мне делать-то вообще? Блин, убить кого-то или что? Я не понимаю. Ну ты, паскуд, ты дал Вавилон добраться до брата Закария. Это тяжелый день для всех Растафари. Блин, он взорвал. Вавилон все еще стоит. Крестовый поход Джа продолжается. В будущем постарайся не завалиться. А, мне надо было просто стоять и ждать, пока кто-нибудь не появится. На охране типа стоять надо было. Ну, кто бы мог подумать, что это так? Я вот, например, не понял вообще. То есть такие еще моменты в игре происходят. Ты типа еще должен догадаться, что от тебя хотят. Да. Игра для умных получается. И сообразительных, и находчивых. Паскуды позволяющие. Да вообще жесть. Ну его понять можно, его брат взорвался в том здании. Или типа того, я не знаю. Хотя у этих криминалов все братья и сестры. У них понятия как инцеста нету. Наверное. Не знаю. Так.
Дрещавый джин сутенерит на моей территории, покрой с ним и преследуй его пешком, найди, где скрываются его сучки. Я велел тебе идти пешком, ты испугал чертову руку. Ну нормально. Я сразу же провалил миссию, когда сел обратно в машину. Ну так как вот такая миссия отличная. Хорошо, запомним. Долгое время на сафари делили Вайс-Бич с короткошорцами, и пришло время это менять. Доберись оттуда. Так, хорошо, что на сей раз миссия не провалился из-за того, что я сел в машину. Закрой глаза, брат. Окей, брат. Что ты видишь, брат? Ничего, брат. Это мой мир без тебя, брат. Мой мир без тебя. А ты знаешь, толк в подкатах к братьям. Отлично. Я думаю, он точно работает. Хорошо, бро. Прогони крокошов из этого места. Подорви их колеса и убей их. Чё взрывать-то, блядь? Кого взрывать-то? Кто такие короткошерстные? Где колеса? Кто я? Так. Я не понимаю. No home. Это миссия, обалдеть. Так, понял. Лимузин подрывать охеренные. А я еще кучу времени потратил, по-моему. Так. Следующий. Ну как будто времени слишком много, от этого мне стрёмно. Я думаю, что я должен взорвать где-то 50 лимузинов или типа того. Вот что случилось в прошлый раз, я понял, меня взорвали в этом месте. Умри, ты случайно... Чё, кого? Бля, придется рискнуть и сесть в эту машину, потому что... Я хз, как выбираться отсюда. Нет, мистер Поп, пожалуйста, не убивай, не взрывай, не калечь, не убей. А почему? У меня броника не было, что ли? Блин, тут время еще есть, как будто бы, но я не успею. Точно не с пистолета взорвать, это бред какой-то. И с пистолета его как раз таки буду ковырять 20 секунд. Ну ебать, ну я не успею. Ну блядь. У меня же броник был вроде, ёбаный в рот. Ну какого дерьма? Это еще и на другом острове. Я вообще где-то на краю вселенной этого говногорода оказался. Боже мой.
Едри. Ну это жестко, я бы сказал. Это просто бред какой-то. Реально жестко. Что мне делать? Как мне быть? Нет, ни одного выполненной миссии. Ну хотя уже как будто бы и столько. Не так уж и плохо. Настроение поднимает эту сумму. Но мало это, мало. Надо лимон хотя бы иметь, скорее всего. Нам у нас же впереди еще 4 миллиона 800 тысяч собирать. Ну как меня заебал полицейский, ебать. Буквально притчу. Так, ясно, машина застряла. Так. О, только не стреляй, не стреляй. Ясно. Заново, ребята, заново. Классно. Не, ну это будет в натуре классно. Это будет очень весело. Ну хотя бы я уже знаю, где находится два множителя, это уже успех. Так, давай сразу мотоцикл возьму. Он мне понадобится. Мне, блин, хотел сказать, сильно поможет, но... А если я отсюда спрыгну, это меня уничтожит? Блять, это пиздец, как несправедливо. Это один этаж. Ну, блять, это один этаж. Какая попытка? Ну, не знаю, третья, наверное. Если вообще. Третья, жду. Нраво. Блин, я б моцик ударился. Да ёб твою-то, ну пожалуйста. Мне нужен госпиталь. Не для себя. Хотя для себя, но не по здоровью. Ради бонуса. Блин. Какой же гемор управлять этим моциком, это просто ужас. В 1999 году первый раз сыграл в него. Нормально. Ну я примерно тоже вот где-то до нулевых. Когда я еще типа лето проводил в деревне, помнится. Так, если это здесь, то, блин,
Да. Тогда токарь еще даже не родился. Да. Тогда токарь находился внутри спермобака. Был жидкость в баке, чисто. Какие же игры старые становятся. Одна вот эта тема как-то старит безумно меня. Типа, блин, Сталина игра, которую ты играл, выходила типа, блин, просто 20 лет назад или типа того. Вообще жесть какая-то. Тот же GTA, точнее это не GTA, а тот же Max Payne просто. Бетти Фред, спасибо за фоллоу, большое спасибо. Между GTA 1 и GTA 2 прошло 2 года. Жесть какая-то. Но я вторую GTA потом еще вот играл. У меня, кстати, знакомство с GTA случилось прям по порядку. Сначала я увидел первую, потом вторую. Но в первую я не особо играл, то есть мне его чисто показали, потому что я типа мелкий был. Ну и там жадный чел сидел за компом, не давал поиграть особо. Но потом GTA компании Бука появляется на моих руках, я просто охереваю. Типа вообще. Но она мне тогда казалась безумно сложной. Я вообще не понимал, типа, практически, что надо делать. Какие-то индикаторы, там, что-то там, какие-то заебаты, я просто вообще не понял. Какое-то величие, как говорится, какая-то хуйня. Я не понял. А потом, спустя какое-то время, я решил попробовать еще раз, и такой, нет, блин. Ну, то есть я начал вчитываться нормально там. И я понял, короче, то, что тут репутация, банд даже имеется, все такое. Игра стала куда более комплексной, интересной. И смена дня и ночи была, правда, ручной, но само наличие возможности поменять день и ночь было круто. GTA 5 10 лет, да. И между GTA 2 и GTA 3 пришло 2 года, он, как говорится, сравните разницу. Офигеть. У меня тоже, я только пропустил Лондон и части с PSP. Ну, блин, Лондон, я думаю, мало кто играл вообще. Потом уже как-то в сознательном возрасте, я думаю, они уже попробовали их поиграть там, не знаю, на торрентах или еще где, но достать диск GTA Лондоном первый, типа, ну, я не знаю, звучит как бред какой-то. Просто играл с вами первым? Конечно, играл. И Кассандреса по-любому играл. Конечно, играл. Так. Вот это место выглядит интересно. Я так понимаю, Лондон около нулевая ценность. Но просто она как-то, не знаю даже насчет нулевой ценности, но... Ну правда хз какая-то, но... Типа вот такая вот игра, но про Лондон. Ну... Не знаю. Ну, я бы лично это время тратить не стал бы, скорее всего, когда, как у меня там, ну, были бы другие игры.
Ладно, если бы, типа, не во что было бы играть, и это было бы в то время, тогда да, я бы еще, да, скорее всего, в Лондон поиграл бы. При том, что я, скорее всего, вот, типа, вдоль и поперек прошел бы, типа, GTA 1, все миссии, все секреты нашел бы, мне было бы тупо скучно. Я такой, типа, блин, хочется что-нибудь еще, типа. И такой, типа, GTA Лондон. О, нифига, прикольно. Просто доп город для 1 GTA, считай. Вот бы хотели жить себе чип мозг. Стрёмно. Со временем, я думаю, да. Ну, реально, киберпанк начинается в этом плане. А так то, что, да, типа, GTA Лондон добавляет всего лишь 1 город. И в этом его прикол заканчивается. Такое себе реально. Ну и тем более, если там только 1 город добавляется, ты ради этого будешь покупать отдельный диск с Лондоном этим. Ну, блин, в этом случае на тебя, ну, посмотри как на отбитого дурака вообще. Попытка реально купить там полноценную какую-то игру. Не, ну гляньте на эту хрень. Я не могу заехать просто. Сейчас подойду. Ну, считайте, уже управление такое есть и протезами. Ну да, типа с помощью чипа ты можешь в социальных сетях находиться там прочее. Но пока на первое время, ну, судя по новостям, как Илон Маск сообщает, пользователи первые чипами этими стали люди с ограниченными возможностями. Короче, пускай сначала бета-тестеры прочистят этот чип. Но я имею в виду не людей с ограниченными возможностями, а вообще всех людей. А потом уже, да, типа нормально, в альфа-версию можно будет, так сказать, ну, точнее, в релиз, когда выйдет нормальная версия, тогда, да, надо будет ее чекнуть. Этот чип. Живите его себе. Ну, живите его себе, наверное, стрёмно будет все равно. Это прям как татуха, знаете. Или даже серьезнее. Такое решение прям жесткое. Я бы хотел, чтобы всякие гаджеты читали мои мысли, моешься в душе и думаешь, телефон, включи песню I Wanna Rock. Кайф. Кстати, уже правильно, да. Я думаю, лет через 10 будет как киберпанк, когда за Джонни играешь. А так и было во всех научных фантастических фильмах и играх. Сначала все для инвалидов. А новые версии, чтобы установить, то надо операцию заново проводить. Да. Потом кто-нибудь себе супер руки делает, просто чтобы тягать тяжесть. Ну это, конечно, супер тупая тема, типа. Я вот не понимал этого в киберпанке. Типа, ублюдки ставят себе импланты типа рук и ног, и потом ходят в качалку, типа. Зачем, я не понимаю. Ну может это типа необходимо, блин. Может там как-то это... Ну организм все равно типа в основном своем состоит из этого, я хз вообще. Из мышц, там прочее, но... Хотя там и мышцы как какие-то имплантированные были. Не, ну бред какой-то, если честно, реально. Какого хера они ходили в качалку, типа вот со всеми этими имплантами? Чтобы что, типа?
Я думаю, типа, ладно, окей. Чисто ради теста, типа, поначалу, наверное, ты бы сходил. Фантомная прокачка, да. Чисто вот вначале, наверное, ты бы сходил, типа, ну, в этот тренажерный зал, типа, мол, охереть, я могу в легкую поднять, типа, там, 100 килограмм вообще не напрягаясь, типа, вот так вот стоя, типа, да. Еще, типа, ты проверяешь, какие веса ты можешь поднять максимум. Но на этом кончится, ты чисто один день пробудешь в этой качалке, а потом дальше пойдешь проверять границы своих возможностей на улице, типа, не знаю, там, поднимать машину или еще что-нибудь. Так и будет, типа, но, блин, ходить качаться в качалку, типа, будучи с протезами вот этими вот, да, я вообще не понимаю. Это как минимум выглядит просто, ну, по-идиотски. Просто. Типа, гляньте, я идиот, я качаю свои руки, которые не настоящие. У Джонни были искусственные мышцы на одной руке, но они-то искусственные. Ну да, может, что психологическое прижиться, там же новые симптомы уже будут по менталке. Ну вот типа да, я вот тоже думаю об этом. Ну, чисто вот доктора могут рекомендовать такую тему, чтобы типа, киберпсихоз там какой-то не случился или еще что. Но я как-то этого не... Ну, как-то это мимо меня проскочило мимо. Вот эта тема с киберпсихозом насчет качалки. Похоже, что тебе сильно хвост, не останавливайся, я позвоню тебе на таксофон Мира-Мире. Обалденно. Блин, мне нужна тачка. Точила. Нормальная точила. Блин, проехал. Да нет, машина. Ну ёбана. Блин, тихо. Все, это пиздец. Опа, сейчас возьмутся за мою жопу, прям серьезно. Автомата, понимаю. О, безнаказанный выход из тюрьмы. Блин, я сейчас взорвусь. Бля. Я его убил, что ли, я не понимаю.
Вам вообще вот на этот пиздец скоростной смотреть прикольно? Типа, ну, в этом есть что-то такое увлекательное, типа, что глаз не оторвать или как вообще? Я вдруг о чем подумал. Так, тупоголовый, выслушай все, что они тебе скажут. Окей, окей. У меня правый глаз на тебя, только левый, например, понял, понял. В основном слушаю, понял. Надо действовать быстро, агенты Вавилона. А, блин, опять эта херня с Вавилоном и убийцами. Ну ладно, поехали. Боже мой, я сейчас пересчитаю все машины в Vice City. Ну все, это пиздец. Так, стой. Ну заберите машину. Ну кого ты кого? А, ладно, насрать, давай бери такси. Иди найди, говорит. Не, я тут постою, короче. Или как вообще? А, это был брат Закария, блядь. Ну охуеть, я не знал. Если ядерного не будет, то GTA 6 выйдет. Очень оптимистичный взгляд на жизнь. Ну я думаю, это чел с бомбой или типа того. Долгое время Растафари делили Вайсбич с Катшортом, пришло время дерьма поесть, видимо. Битва должна закончиться, прежде чем телевизионщики прибудут на месте. Нашему брату популярность ни к черту, живее. Ну блин. Поехали тогда быстрее. Популярность ни к черту. Не надо, говорит. Взял свою долю. Он еще пытался бежать, но ты его подорвал. Не, ну а чё, я думаю... А, не важно. 28 попаданий ножом. Да. Блин, нет, нет, нет. А, это та миссия, как раз таки, которая, блин, вот с этими машинками лимузинными. Подорвать их. Болело пощать. Вы еще скажите, он мне показывал фотку своих детей, блин. Говорил, что ему осталось 3 дня до пенсии, типа. До криминальной пенсии, знаете.
Так, погодите, а где? Ага. Ну охуеть. Ну я прям как дрифтинг такой вокруг штуки дрифтую. Так, мне нужна машина. Но бесплатно. Любой ценой, но бесплатно. Вроде как тачка моя не ломается, так что... Блять, охуенно просто. А я еще дееспособен. Хотя хуй его знает, я, наверное, сейчас просто на другой краю вселенной. Блять, суки, вы припарковаться тут решили. Ну хотя вроде бы... Да, видел. Но как-то вот брата не показали, блин, и поэтому как-то грустно вообще. Ну типа хуйня какая-то реально. Ну хотя бы типа ребенок в игре появился. Хотя у него и так вроде дочери были. Бля, пиздата, если честно просто. Ну че, долбить? Погодите, надо найти. Я думаю, рядом есть. Блин, оружия нет вообще. Да блин, боже, дайте оружие, сука, автомат, наконец-то так. Я опоздал, я дурачок. Там еще одна как минимум машина осталась. Не, ну это супер гнусная миссия. Какой валюшка брата Лероя, он будет ждать тебя в миром мире. Забери капусту, принеси мне. Ладно, это как просто. Куда я еду? По-моему, это не сюда. Окей, брат, слушай, в моей сумке лежит бомба. Продолжай движение и не пытайся сбежать из машины. Классно. Братан, классно. Вечно я сажусь в какую-нибудь машину, а там бомба. Пора бы уже привыкать, наверное.
Да ладно, миссия выполнена. Это правда, это реальность. Ничего себе. Полегче, зря, как бы тебе ничего не смог поделать. Лерой всегда был немного чокнутым. Он просто взорвал себя, чел. Я еще полно места, бро, подойди куда-нибудь. Его. Не надо на паузу все время ставить, чтобы читать эти субтитры. Вообще не успеваю. Так, покрасим машину. Снимем розы. Вот это явно плохо кончится. Это кончится просто с моей смертью. Так, подожди. Броник, найс. Аппана. Так, окей. Этот. Надо, чтобы метнулся Миромир, Джимми и другие братья прижали солдату. Ну вот это вот тоже блюдская миссия. Я в прошлый раз туда приехал, меня просто завалили нахер. Не, просто взорвали, я был в машине. Я ничего не смог сделать, а в итоге я еще виноватый остался. Типа, ах ты мудак. За тебя погибли мои братья Джа, говорит этот сраный Растаман. Да блин, они бы так и так умерли, если так подумать, посмотреть. Если не я, то их убил бы, не знаю, наркоман, наркотик. Да ебал, дремал, но это невозможно, просто невозможно. Да это, блядь, невозможно. Туда с огнеметом надо заходить, я хуй знает. Типа, блин, с учетом того, что у меня бронежилет только 3 попадания защищает. А как, да как это вообще должно быть, я не понимаю. Вообще не понимаю. Не, это вообще не понимаю. Типа, ладно, я еще мог бы стрейфиться справа влево и стрелять, но нет же, я могу только вот встать на месте и вот так вот крутиться. Че за нахер? Как в таких условиях жить? Когда в тебя стреляет 3 автоматчика и 8 ублюдков с пистолетами, вообще не представляю. Ноль понимания. Вавилон начал свой ход. Фургон с бойцами Вавилона прочувствует город в поисках рабства. Ищи их, я свяжусь с тобой, как только найдешь одного. Найди и уничтожь здоровяк. О, меня здоровяком назвали. Балдево. Здоровяк. Фургоном с растаманами, точнее с Вавилоном. Это должно быть он размашивал. Подожди.
Охуеть, там был пассажир с автоматом. На одну услугу фараона поменьше. Так. Так, погодите, это то, что я думаю? Бля, ебать, он спрятан. Вы посмотрите на это дерьмо. Вот это я должен был найти на первом месте самым в этой карте. Ну, офигеть. Так, а та вот машина находится где-то вот в этом районе. Ладно, я понял. Надо и наверх ехать, потом сюда, потом направо. Прямо. Прямо. И вот она. Запомнил, ладно. Уже как будто бы выполнимо становится, но сложно. Так, где эти сраные фургоны еще? Меток нет, ничего нет. Просто реально разгуливаю по городу. Ищи машину. Бля, хочу машину поменять, это, блин, кантри с ума сведет. Ну ё-моё. О, другое дело. Вот, полиция. А что это за прикол? Интересно. Какая-то полицейская машина здесь стоит таинственная, загадочная. И вроде как даже заведенная. Ну, я думаю, не могли быть расположены где-то далеко, они где-то тут поблизости. Где эти фургоны, ё-моё. Бронежилет обновил. Это хорошо. Ну, еще одна посадка. Непонятно. Огнемет, по-моему.
Он потом понадобится. Взять столицу. Да езжай, ё-моё. Ёлопала. Какой-то гнусный голос. There's a hit alone that's shown to blow its own and prone. It's rock body to the zone. Smoke with a 40, round to weed, shorty on the throne. Made like alcohol. It's one of ever since you stack it in the bones well known. It's blow brother silly stone. Lift it and get it. That's how I live. Shift a man bricks. Spell it to the floor. Running as Ёпта. Тут же машина стояла эта с машинками. Так, что там? Непонятно. Ну нахер. Ну уж так лучше, чем живым не дамся, как говорится. Блин, знаете, вот впервые после... Ну, короче, это та игра, после которой ты реально уставший идешь спать. Я так заебанный был вчера. Я просто лег и уснул, кстати. Какой трындец. Такого ощущения было реально, что я прям за рулем хуячил просто. За реальным рулем как будто. У меня реально мозг, кажись, напрягается от того, что я
На таких больших скоростях, типа, ну, что-то пытаюсь как-то, ну, реагировать, вся херня. Ресурс какие-то тратятся. Ебать, да где эти фургоны? Кошмар какой-то. Бля. О, сука. Чуть не поймал же. Вот так, на полицейской тачке покачусь, пожалуй. Да где эти фургоны? Ё-моё. Блин, какие же ублюдские миссии. Найди фургоны, говорят. Охереть. Где они? Блин, просто бред какой-то. Не, ну нахер надо выходить из этой тачки. Регал. Да ё-моё, я тут уже ездил. Так. Давайте думать, давайте тогда уж думать, где может быть. Я даже то предыдущее место, где я нашел первый фургон, потерял. Я типа не помню, где я его находил, в каком районе. Может, это в районе именно искать надо? Ну, не может же быть, чтобы по всему городу искать. Ну, это же реально бред какой-то. А вот как раз проехал, по-моему, то место, где был фургон. Первый. Понял. Ну чё? Я уже думал, все, поймали. Я опять потерял ту мастерскую, где бомбу устанавливают. Я хз, где она была. Хотя, подожди-ка, если вот поехать, да? Вот как будто бы забыл, но потом вспомнил.
Да, вот она. Северо-западный Грейпхайтс. Грейпхайтс. Малая Доминика. Так. Короче, будем ехать вот так вот прямо. Все, вот теперь максимально понимаю, куда как ехать. Короче, чисто по краю держим. Да, нормально. Короче, Грейпхайтс поехали, походу в том районе грузовики. Надо смотреть на эти. На районы. Вот Грейпхайтс. Грейпхайтс, центральный, северный. Ой, бля, чуть не поймал меня. Так, Грейпхайтс. Да, посмотрим. Но в любом случае, если он занимается исследованием города, в каждом крае, уже много чего интересного узнал. Как бы. Басфорс. Блин, как же я устал от этой игры, просто я вам говорю. Тут типа треков очень мало, кстати, в радио. Я уже 10-й раз слышу этот трек, по-моему. Если не 20-й. Кладостав. Зубонив, экстази. Кладостав. Так. Ну, хотя, погоди-ка, может тут что-то есть. Понимаю. Заебись. Ой, классно. Я просто по краешку проехал, и машина взорвалась. Игра подумала, что машина упала. Ну да. Весело, весело. Играем GTA. Весело, весело. Да, я самый первый возьму. Дрищавый Джим. Блять, я в рот ебал, реально. Сука, да я не помню. Забыть-то легко. Господи, какая тупизна. Воин Вавилон убил брата Эрола, отжающих вместе. Враг будет ехать в сторону своего укрытия. Угони автобус, пока еще не поздно. Автобус. Мне тут буквально на каждом шагу эти автобусы встречались.
И дать полгода ни одного автобуса сейчас не встречу. А нет, встретил. Давай, давай, родной. Оп. Тихо. Вот. Так вот, проехали. А, угони такой автобус, блин, я думаю, ну ладно. Оказывается, особенный автобус там, с уткой. Блин. Утка. Ну да. Охереть, я вывез этот перестрел. Джал, удовлетворен тобой, а теперь оставь автобус в доке Фелисити. Наш брат будет ждать тебя там. Блин, в смысле? Улыбнись пошире, бро. Джа гордится тобой. Братство Растафари доволен твоей помощью. Окей. Братство Растафари. Ты знаешь, где нужно такие добыть готов. Мы ждем. Блин, а я-то как рад. На лице-то не видно, наверное, но я рад, действительно. Просто немного устал. Я не знаю, как так, но вроде бы даже 2 часов не прошло, а я уже устал играть. Вау, старею. Так. Продуцкая по пляжу. Вдруг есть множитель очков. Мало ли. Просто утонул. Нормально. Ладно, давайте с бомбой разберемся. Теперь я, по крайней мере, знаю, где она находится. В общем, этот трай будет более успешным. Я прям благословляю этот трай как успешный. Погнали. Взятка полиции. Балдеж. Так, моцик.
Ну, блин, пожалуйста, ёбана. Уехал просто. А моцики умеют сигналить? Хоть не думал тогда об этом. А мотоциклы могут сигналить? У них типа есть какие-то клаксоны? Ну, вряд ли, да? Чё-то я не видел мотоциклистов, которые сигналили на свою музыку. Don't worry, you some kind of GTA assassin. Don't worry, this pawn. You ain't never gonna play me, son. I get over like sesame. You ain't never gonna test me. So please. О, привет, енот, здорово. Ядрить утомительная игра. Я всего почти 2 часа играю, но ёпты, как же я утомился. Второй не был множитель, второй был дерьмом в виде ракетницы. Привет, Гудзон. Здорово. Сколько осталось пройти? Только этот город, этот этап. Только это вот, то, что мы сейчас проходим, по идее. Но он сложный, безумно сложный. Это просто дурка какая-то. Иди покемонов ловить. Ну можно было бы. Но просто я сегодня хочу добить эту игру, чтобы перейти уже в GTA 2. А GTA 2, как по мне, она будет не такой гнусной. Вот эта часть, она... Ну, я устал от музыки, если честно. И музыки тут мало, и я ее уже сотню раз слышал. Там плана. Я кайфовал первый день, я кайфовал второй день от музыки, но вот третий день слушать одно и то же, это серьезно плохо. А так, нет? Что там?
Ну, без музыки как-то вообще не то будет. Я, кстати, включаю якутский ЧБ, да. У них, наверное, и были другие выпуски, можно было бы включить. Поставь свою. Давайте. Music for your pleasure. Music for your pleasure. Так. Мой музон, да. Блин, по идее хочется включить вообще, знаете что? Я бы включил свою музыку, вот прям свою, которая из Яндекс.Музыки. Вот там бывают охуенные треки играют. Блин, реально чистый кайф. Но, скорее всего, тогда вот будет забанен, а возможно и весь стрим на Ютубе. Так что ютубовский этот можно вырубать стрим, наверное. На задний фон видос вырубить какой-нибудь. Видос? Ну, давай видос. Блин, видос, говоришь. Блин, я вот, кстати, сделал нарезку по Lords of the Fallen. И я только когда нарезал весь этот стрим по этой игре, понял, что я делаю какие-то совершенно длинные, безумные паузы между словами. Иногда эти паузы длятся целые минуты. Я типа охуел реально. Я типа такой сижу такой. А знаете, проходит, блядь, минута, и я такой, то еще одна минута. И там что-нибудь типа говорю. Я такой, блядь. Что за хуйня? Я еще такой подумал, как меня люди терпят. Бля, вообще. Почему люди возвращаются вообще? Смешная нарезка видоса. Да. Студентки зашли к своему учителю посмотреть стрим, но... Проебу в чате. Фури. Ща, подождите. Надо быть что-нибудь такое. Наверное, какой-нибудь типа видос. Обзор. Не обзор. Ну, что-то недушное. А, у меня же есть так-то. Ща. Я же себе сохранял. Точно, точно. Для просмотра на стриме, типа. Ну, давайте вот это позырим. Помните эту девочку? Помните эту девочку? Вы девочку помните, ребят? Так, хотя, наверное, лучше так оставить. Сделать захват экрана. Во. И поставить сюда, наверное. А нет, давайте сюда. Поток кринжа сейчас будет. Ну, не знаю. Возможно, норм видос. Возможно. Я еще не смотрел. Короче, видео называется «Как Сия стала одержима девочкой из своих клипов».
артистку из клипов певицы Сии. Ее зовут Мэдди Зиглер. Впервые она приняла участие в музыкальном клипе певицы на Ебать, песню громко. «Шанделие» в 2014 году, когда ей было всего 11 лет. С тех пор изменилась жизнь как Мэдди, так и Сии. Танцовщица и певица организовали идеальный дуэт, который приносит выгоду каждой. Обе имеют колоссальный успех. Их сотрудничество подарило миру невероятно глубокие перформансы, которые работали в совокупности с эмоциональными песнями Сии и харизматичностью Мэдди. Со временем девочка и взрослая женщина очень сблизились, вызывая у общественности серьезные вопросы. Они, словно подруги, ходили друг к другу на ночевки, неоднозначно обнимались, а потом еще и вышел скандальный клип с Шайей Лабафом. Многие фанаты начали называть их отношения неподобающими, обвиняя певицу в манипуляциях и эксплуатации ребенка. Но прежде чем судить, давайте разберемся, что же происходит на самом деле. Ну, клип с Шайей Лабафом был реально странным. Я рада видеть вас на моем канале. Сегодня я хочу поговорить с вами об одной очень неоднозначной теме, а именно о том, насколько сильно певица Сия одержима чужим ребенком. Я наткнулась на эту Вы видели информацию этот клип с совершенно Шайей случайно, Лабафом? когда Он просто пиздец. хотела пересмотреть ее старые клипы, и мне выдало Мне очень было много сложно видео смотреть о на том, это. какие странные отношения у нее с танцовщицей Мэдди Зиглер. Я поняла, что мне надо в этом разобраться, и чем больше информации я искала, Не тем знаешь больше даже, вопросов но- она у меня вызывала. На протяжении этого видео ваше мнение об этих двоих будет скакать просто Ща вот так, посмотрю. поэтому мне нужно, чтобы вы обязательно высказали, что вы думаете по этому поводу. Потому что я не понимаю, либо с моим восприятием что-то не так, либо Сия действительно делает что-то ненормальное. Кстати, если вам нравится Ну, мои видео, то не теряйте Сия, мне меня, казалось, подписывайтесь на какой-то канал, такой потому что реально. вот такая статистика имеет место Ну, быть на типа, сегодняшний день. А тем, странно. кто уже подписан, я хочу сказать большое спасибо, потому что благодаря вам мы Она, создали по-моему, нашу сильно вот такую комплексует комьюнити из-за по своей интересам, внешности, и я поэтому у очень нее, рада, что имею возможность делиться и типа, обсуждать с вами глаза разные закрыты. темы. Вот этой вот волосней. А так у нее, по-моему, ну просто обычное лицо, она из-за этого комплексует, типа. Мэдисон Зиглер родилась 30 сентября 2022 Ща бы дальше в года в Трансформерс штате сниматься. Пенсильвания, США. Она начала заниматься танцами, когда ей было всего 2 года, и обучалась в школе Ebony Dance. Шайя Лабаф в Её Трансформерах был основала прикольным. Эбби Ли Миллер, одна из самых известных хореографов в Америке, а также одно из самых узнаваемых лиц на американском А так актер телевидении. крутой, Шайя В Лабаф. 2011 Я видел году какой-то на канале фильм, Lifetime выходит типа совместное «Арахисовый с Эбби сокол», или как там реалити-шоу назывался. «Мамы в танцах». Суть Блин, передачи прикольно. заключается в том, чтобы воспитать из маленьких танцовщиц настоящих звезд, которые будут выигрывать конкурсы и соревнования. А вместе и с девочками в процесс полностью подключены матери. Само шоу наполнено Или «Арахисовый ссорами, ястреб», скандалами я и не помню. интригами, поэтому его так Но он там, в полюбили общем, зрители. Да, в 2011 году типа играет вместе с преступника, мамой и сестрой и попала Мэдди. Ее маму зовут Мелисса ему Бизони, приходится, а типа, сестру тусоваться с Кензи Зиглер. чуваком, Они тоже танцовщицы. у которого Передача синдром имела Дауна, невероятный и они успех, вместе, и типа, её несколько раз номинировали на премию «Лучшее реалити-шоу». Также в 2013 году Мэдди номинировали преодолевать на премию какое-то «Любимая путешествие, типа танцовщица», роуд-муви. но победу она одержит только в 2014 году. Благодаря шоу Мэдди не столько получила известность, сколько встретила самого главного человека в своей жизни – певицу Сию. Сия является австралийской певицей, актрисой и автором песен. Она родилась 18 декабря 1975 года в семье музыкантов из маленького городка Аделаида. Она начала музыкальную карьеру в 17 типа, да, лет, будучи обычно. в составе джаз-фан-группы, просто но это не лоб принесло ей большой, никакого наверное, не знаю успеха. даже. Тогда, в 1997 году, Сия занялась сольной карьерой. Перед тем, как получить всемирную известность, она выпустила 5 альбомов. Написала саундтреки для фильмов «Сумерки», «Голодные игры», «Великий Гэтсби», а также писала песни для Бейонсе, Оливеры, Вот это вот и многих песня. других. В 2014 году она выпускает альбом, лид-сингл с которого становится настоящим прорывом, а затем и клип с участием танцующей маленькой девочки в белом парике. Оказалось, что Сия является большой поклонницей шоу «Мамы в танцах». Ей нравилось наблюдать за деятельностью Мэдди. Тогда певица связалась с родителями девочки. и Даже написала: так? «Мне понравилась ваша дочь. Я хочу, чтобы она приняла участие в моем видео». Вообще, Мэдди не знала, кто такая Сия, потому что ей было всего 11. Плюс певица определенное время не показывала свое лицо. С того момента началось их сотрудничество, которое, по мнению общественности, со временем перерастало во что-то неподобающее.
Но начнем по порядку. На протяжении всей своей карьеры музыканта Сиа всегда старалась держать дистанцию и скрывала свое лицо. После прорыва в качестве сольной исполнительницы она поняла, что не хочет быть узнаваемой. Сиа открыто заявляла, что общается со знаменитостями и не понаслышке знает, каково это быть известной. Кроме того, певица говорила, что слава оказывает негативное влияние на ее психическое здоровье. В начале своей карьеры она боролась с алкогольной и наркотической зависимостью, а также Что не так с клипом, не помню. Не, на тот момент это депрессия. выглядело Помимо очень этого, странно. её Типа преследовали взрослый Шайа ментальные Лабаф, мысли и типа было пусть она была не знает, готова типа с к критике этой и комментариям в 14-летней, интернете, поэтому решила 13-летней скрываться. Тогда она танцует. придумала образ коры с Причем так длинной челкой. действительно, Вот что блин, действительно странно. меня Сиа это взрослый видос, человек, который вызывал осознает все ужасы популярности и держит свою жизнь приватной, дискомфорт, решает если сделать честно. 11-летнюю Мэдди своим альтер-эго. Я Таким я образом, девочка как-то стала нормально доверенным лицом, которое смотрел взяла на этот себя видос всю славу. где-то, наверное, Лицо с Мэдди пятой было попытки, везде, я где не хз. было Сии. Они появлялись на красной дорожке в одинаковых нарядах, вместе ездили в тур, и в музыкальных клипах появлялась преимущественно эта девочка, включая скандальный клип на сингл Elastic Heart. В 2015 году Сиа выпустила музыкальное видео, в котором на протяжении 5 типа, минут с помощью не то, что танцев грязные изображается мыслишки, поединок просто между на тот слишком момент взрослый чел 11-летней Мэдди Зиглер и и 28-летним слишком Шайей Лабафом. юная Актеры девушка. одеты в костюмы телесного цвета, подразумевая Хуй наготу, знает, и это находились смотрится в клетке. странно, Этот пиздец. клип оказался очень неоднозначным Причем и вот вызвал они, вот, множество смотрите. споров. В то время Типа как такие одна вот часть держат. зрителей увидела глубокий посыл, то другие назвали клип растлением малолетних. Общественность обвинила Сию в том, что данное музыкальное видео содержит извращенный подтекст, ведь разница в возрасте между актерами 17 лет. Сия прокомментировала обвинение так: «Все, что я могу сказать, это то, что Мэдди и Шайа — единственные актеры, которые, по моему мнению, могли бы сыграть эти два враждующих государства моего «я». Странно то, что 11-летняя девочка является единственным вариантом из всех возможных, чтобы сыграть данную роль. Сиа не рассматривала совершеннолетнюю профессиональную танцовщицу. А ей на тот и момент это было настораживает. 11, А также охереть. настораживает то, что через 5 лет бывшая девушка Шайи Лабафа подаст на него в суд за физическое и эмоциональное насилие. Какая-то мутная компания у нас здесь намечается, да? Сиа — творческий человек. И как я уже говорила, ее видение можно понимать по-разному. И та часть общественности, которая увидела в этом музыкальном клипе неподобающий посыл, начала задаваться вопросом, почему же Сиа так сильно привязалась именно к этой девочке. И судя по тому, что я расскажу вам дальше, отпускать ее певица не планирует. Сразу хочу сказать, что последующая информация очень неоднозначная, поэтому слушаем внимательно, анализируем и делимся мыслями в комментариях. Начнем с того, что Сиа буквально одержима Мэдди. Как только они начали сотрудничать, взрослая женщина и девочка стали заявлять, что они лучшие подруги. Сиа неоднократно заявляла, что Мэдди — ее муза, и до того, как она ее встретила, она не знала, что такое любить по-настоящему. Это не секрет, что Мэдди часто оставалась в гостях у певицы с ночевой. В 2015 году даже мама девочки сама лично сказала на интервью такую фразу: «Они как сестры. Мне нравится, как они прижимаются друг к другу». В данном контексте слово «снагл» означает не просто обниматься, а именно занимать удобную позу вместе с другим человеком и, допустим, валяться на диване. В 2017-м Мэдди сказала на интервью, что в тот год прожила с Сией больше, чем со своей семьей. Она поделилась, что называет ее своей второй мамой. А в 2019 году певица официально стала крестной матерью Мэдди. Девочка также неоднократно восхваляла Сию, говорила, что это лучший человек в ее жизни, а в своей книге она рассказала, что Сиа хотела бы ее удочерить, если бы у Мэдди не было семьи. Вы не поверите, но эти слова абсолютно не смутили маму Мэдди. Более того, у самой Сии есть двое приемных сыновей, их личности она не раскрывает. В 2019 году певица усыновила 2 18-летних мальчиков. И вот как это было. Сиа является большой поклонницей телешоу и документалок. И по предположениям, она посмотрела документальный фильм «Приемный дом» про то, как устроена жизнь детей в приемных семьях. Там она увидела мальчика по имени Дасани и написала в Твиттере: «Эй, Дасани из приемного дома на HBO, я бы хотела тебя усыновить». Впоследствии она расскажет, что этот мальчик попросил усыновить вместе с ним его двоюродного брата,
которого зовут Че. Сиа согласилась, но, как оказалось, это был не брат, а просто друг с детского дома. Но певицу это ни капельки не смутило, и теперь у нее 2 сына. Мне кажется, что в этих историях очевидно параллели. Оба ребенка с телешоу, связалась она с ними через Твиттер, и она тоже говорила Мэдди, что удочерила бы ее, если бы не живые родители. Певица неоднократно говорила, что очень долго пыталась забеременеть, Намекала, но так и чтобы не она смогла. ёбнула своих Поэтому, родителей. с одной стороны, объяснимо, что она может чувствовать к Мэдди какую-то привязанность и проектировать на нее материнскую любовь. Но с другой стороны, чувствуется, что это уже какая-то созависимость. Например, Сиа открыто говорила о том, что она не хочет заниматься проектами и каким-либо искусством, если там не принимает участие Мэдди. Кроме того, Сиа организовала полную охрану для Мэдди 24/7. На подкасте у Зака Сенга певица сказала следующее о первом знакомстве с танцовщицей. Как только я встретила Мэдди, я почувствовала непреодолимое желание защитить ее. Пиздата, У меня чел. сразу возник вопрос. Зачем ее защищать? У нее что, нет родителей или существует какая-то прямая угроза? На самом деле Сии стоит отдать должное. На том же интервью она вспомнила инцидент, как однажды спасла Мэдди от рук Харви Вайнштейна. Кто не знает, Вайнштейн был одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, Блядь, который долгое его время и сюда домогался приписали Дарвина Харви и не только. Вайнштейна, В блядь. 2020 году его посадили в Харви тюрьму, но Вайнштейн на тот момент выебал он был весь на в свободе. Голливуд, И, типа. конечно, многие знаменитости знали, что происходит, в том числе и Сиа. Мэдди должна была лететь в боже приватном мой. самолете с этим человеком, но Сиа просто умоляла Мелиссу, ее маму, не делать этого. Она послушалась. Типа, знаете, она, Так наверное, они такая избежали сказала, серьезных он последствий. Да, этот гипотетически отец очень мог её показательный, но в том-то выебать. и дело, что он один. Все остальное время девочку нужно было Гипотетически. защищать разве что от самой певицы. И Да. сейчас я объясню почему. Так как Сиа повесила на Мэдди популярность, она решила, что оберегать Если бы не я, ее ответственность. Но вот способ защиты у нее какой-то точно странный. Харви Со слов взял бы, певицы, да. лучшее средство обезопасить Мэдди — это просто продолжать делать для нее проекты. Именно поэтому большую часть времени мы работаем вместе. Вам не кажется, что это какая-то подмена понятий? Как будто здесь больше подойдет не слово «защита», а контроль. Во-первых, Сиа полностью вошла в доверие к девочке и часто решает за нее под предлогом того, что шоу-бизнес очень вреден. Например, на шоу Зака Сенга певица рассказала, что Мэдди предложили роль в фильме, но Сиа почувствовала, что фильм недостаточно хорош для нее. Поэтому она позвонила Мелиссе и сказала: «Пожалуйста, не делайте это. Фильм плохо скажется на ее карьере». Во-вторых, сама Сиа своими же проектами ставит Мэдди в неловкое положение. Например, в 2021 году Сиа выпустила фильм под названием «Мьюзик». Конечно же, с Мэдди в одной из главных ролей. Он абсолютно провалился. Общественность и критики назвали его оскорбительным. Я не и знал, что такой проблематичным. фильм Фильм есть. рассказывает о девочке-подростке, страдающей аутизмом, которая приезжает жить к своей старшей Oh, сводной no. сестре, которая торгует Oh, запрещенными no. веществами. Еще в фильме много музыкальных номеров, и он сам по себе очень яркий. Проблема фильма заключается в том, что на роль аутичного ребенка Сиа выбрала Мэдди Зиглер, которая на самом деле не имеет данного расстройства. Общественность расценила это как эйблизм, то есть дискриминацию людей с особенностями здоровья и развития. Если Сиа хотела сделать фильм, который повествует о жизни ребенка с аутизмом, то ей действительно следовало взять актрису с данным расстройством. Но, как мы уже знаем, Сиа не может делать проекты без Мэдди, поэтому роль досталась ей. Позже выяснилось, что изначально Мэдди не хотела участвовать в проекте, потому что ей казалось это оскорбительным. Но Сиа каким-то образом убедила ее, якобы это лучший способ продвинуть ее карьеру. Она даже заявила в интервью: «Мэдди плакала в первый день репетиций, была по-настоящему напугана и сказала: я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я смеюсь над ними». Певица говорит о том, что постоянно хочет защищать Мэдди, делать для нее все самое лучшее, а потом игнорирует ее отказ сниматься в фильме. Такое чувство, что Сиа взяла себе под крыло талантливую девочку, которая приносит ей успех, деньги, и делиться этим талантом она ни с кем не планирует. Еще максимально очевидным и даже пугающим показателем зависимости певицы от девочки является тот факт, что до 2021 года певица была подписана в Инстаграме только на Мэдди. Из всех людей, с которыми Сиа дружит и работает,
она выбрала только ее. Это ведь явно не просто так. Обычно люди Типа, делают подобное, подождите. чтобы показать всем, Если посмотреть что на их ее не интересует подписки, то там ничья только одна жизнь, эта кроме девочка будет. конкретного человека. Разве это не показатель одержимости? Позже она подписалась еще на людей. Сейчас в общей сложности она подписана на 5 аккаунтов. Также в 2016 Ебать, году это Мэдди поделилась в жесть. инстаграме фото цепочки Это с гравировкой «Все сердечко пиздец. Мэдди». На 16-летие Мэдди певица подарила ей первую машину, а именно Audi, стоимость которой начинается от $32 тысяч. Еще хочу сказать об одном странном фото, которое лично для меня Это кажется неприемлемым. дурка, ребята, Здесь это Сиа дурка. оголила грудь, находясь в одной комнате с Мэдди. Сама Мэдди Зиглер всегда отзывается о Сии только в положительном ключе. You've been in almost all of her music videos, and you've become friends with her. Like, Yeah, she is the best person in my life. She really is. She's, I think, my godmom now. is that right? Yeah, the day we met, we clicked and we knew that it was a special connection. And She's so great. she's the greatest person. Но это тоже не показатель того, что певица преследует благие цели. Знаете, о ком еще хорошо отзывалась Мэдди? О своей учительнице Эбби Ли Миллер из того самого шоу «Мамы в танцах». Мэдди была любимицей Эбби Ли, а девочка, в свою очередь, всегда считалась с мнением хореографа. А затем, спустя время, она призналась, что опыт в шоу был для нее травмирующим. У Мэдди не было детства, а методы обучения Эбби Ли были жестокими. В жизни Мэдди не было и дня, чтобы она не находилась под влиянием чужих взрослых людей. Она начала дружить с Сией, будучи 11-летним ребенком. В таком возрасте ты вряд ли отдаешь себе отчет, что приемлемо делать со взрослым человеком, а что нет. Девочка вряд ли знала что-то о личных границах и просто делала то, что ей говорят. Возможно, Сия действительно пытается быть материнской фигурой для Мэдди, но ее одержимость и навязчивость очень настораживают. Либо же она преследует корыстные цели и привязала этого талантливого ребенка к себе настолько, что никто другой не может себе позволить работать с Мэдди. Интернетные детективы, узнав о подробностях отношений Сии как бы и да. Мэдди, даже Деньги провели получает, параллель с и как будто Майклом бы окей. Джексоном, который тоже приглашал к себе домой детей. Они оставались ночевать, и родители были не против, а затем полились обвинения в педофилии. Так что о том, что происходит в отношениях между Майкл Мэдди и Джексон. Сией, остается лишь предполагать. Главное, чтобы не было слишком поздно. А на этом все. Увидимся в следующем видео. Пока! Ну, да. А че ему... Ну, блядь, никто тогда и предположить не мог, что он может быть педофилом. Не, реально всем норм было. Вообще всем норм было. Все такие, типа, ну, блядь, типа, окей. А потом как началось. Ну, типа, даже у комиков особых каких-то мыслей на эту тему не было, да. Но как пошли слухи, конечно, там вот это вот все и так далее, обвинения и там прочее. Все такие, ну, типа, да, что-то он... Это пиздец странно, если так подумать, типа, такие вдруг все поняли. Типа, какого хуя? Да. И вдруг призадумались. Какого черта? Да я бы и сам у него остался. Ты видел ему там? Да он, да там вообще жесть какая-то. Я типа что-то помню вообще из того, что говорили, то, что у него там в его чуть ли не в дворце там внутри на машинке чуть ли не можно разъезжать, там всякое такое, там пиздец, короче. Ну то есть это прям реально ловушка такая. Я хз. Ну, может быть, он просто реально странный был, Майкл Джексон. И никого не растлевал, ничего.
все было окей, может быть. Но потом из-за обвинений, может быть, там все пиздец, конечно, случился. У него крыша ехать начала. Чекушка ловушкера. Не. Так, давайте позырим. Тут какой-то вроде интересный видос есть. Франшизы захватили почти все, что могли захватить. Какие-то оригинальные проекты уезжают на малые экраны или имеют бюджет в скрытой пачке чипсов. Сериалы и вскрытые пачки чипсов — это не всегда плохо, а иногда даже хорошо. Но деньги в большие оригинальные проекты вкладывают только по большим праздникам, и то случайно. Обычно считается, что вредные и толстые голливудские продюсеры намеренно издеваются над населением, которое требует нечто оригинальное, а ей дает «Форсаж 22» или «Марвел 48». Но виноваты в этом не злые продюсеры, а обычный зритель. На оригинальные проекты никто не идет в кинотеатр. Здесь, естественно, можно сказать, что просто оригинальные проекты обладают подозрительным качеством. А вот если бы качество было другим, то народ бы сразу взял какой-нибудь кинотеатр штурмом. Но проблема-то как раз в том, что подозрительное качество франшизных проектов обычно никого не волнует. И давки в кинотеатрах устраивают даже на продолжение с самым удивительным качеством из возможных. Когда-то все было иначе, и студии даже боялись. Не, поначалу было супер интересно смотреть. По крайней мере, вот сбора. В общем, сейчас все пытаются заполучить франшизу, чтобы потом можно было не переживать за кассовые показатели. По крайней мере, типа для меня это было супер интересно в том плане, что как бы, скорее всего, это дело в моем поколении. То есть то, что у меня был такой возраст, когда показывали типа первый покемон, говорю, Человека-паука с Тоби Магуайром, типа я его в кинотеатрах смотрел, там прочее. А оттуда как-то вот пошли вот эти вот интересы, куда более такие, ну, оживленные интересы, там, комиксы Марвел и там прочее, там, типа, так далее, и так далее. Потом еще, типа, Железный человек вот этот появился. Да. Вот эти вот крутые фильмы, они как-то прям реально подогрели, прям жестко подогрели, и ты такой, блин. Это ж пипец как интересно. Подожди, так, не кали. И как-то от этого все идет. А потом, конечно, когда вот это вот все... Ну, у меня вот интерес вообще умер практически, когда вот этот вот Мстители финал был. И после него уже ничего не смотрю практически. Изредка лишь только вот по Человеку-пауку смотрю только разве что. И то это из-за того, что я какие-то такие, знаешь, типа... Наверное, около ностальгические чувства имею там к этому Человеку-пауку вообще в целом. Потому что и мультсериал смотрел там, типа... Не, вообще, если так задуматься, даже до первого фильма с Тоби Магуайром я еще и Человек-паука, вот мультсериал смотрел, там еще и Людей Икс, этих радиоактивных человеков. Потом еще и там типа Бэтмена зырил, там с Суперменом, пиздец. Они такие интересные были, там по телеку показывали. Особенно на фоне Диснея, который по Первому каналу прокатывался, типа ты на фоне этого смотришь вот этого Бэтмена и там этого, ты такой, ебать, это просто тут другой уровень, это вообще что-то охуенное, типа, там такие вещи творились, типа. Поэтому как-то интерес, мало по региональный да, он тоже жесткий был. Поэтому интерес к этой, Марвел, комиксоидной вселенной все равно какой-то сохраняется, ты все равно идешь, как. Ну, по крайней мере, в моем случае это было реально интересно. Но потом уже, конечно, с возрастом это пропадает, особенно после того, как будто бы, вся история заканчивается после Мстителей финал. Такой уже думаешь, а что дальше-то? Хуйня какая-то. Там, типа, люди некоторые не могут расстаться с этой франшизой, поэтому и продолжают смотреть там, типа, Локи, вот эту вот, Ванда Вижн, спин-оффы всякие и так далее. Бабло пилится, и как бы людям прикольно вот смотрят, конечно. И вот то, что чел этот сказал по поводу франшизы, да, это очень такая, типа, жесткая проблема.
По идее, возможно, фильм Зака Снайдера, вот этот вот, как он называется, типа «Мятежная луна». Я пытался его посмотреть, ну, блин, ну, что-то как-то хз. Мы его, ну, я его с другом смотрел, с Лехой, и мы его просто по КД хуесосили, этот фильм. Но мы еще и типа Уберквас пили, как бы, наверное, это основная причина. Ну, в общем, типа, ну, если так задуматься, возможно, стоит дать шанс, типа, каким-то этим новым франшизам таким. Блейд. Герои студенческого братца. NPC, D&D. А, так, ща. Блейд, имею в виду, фильм крутой был. Да, он тоже охуенный был. Не, Блейд крутая франшиза, но Уэсли Снайпс все проебал на свете. Наслышан о его вот этом вот гнусном поведении, которое, типа, он, ну, не знаю, он, типа, тоже один из странных людей. Типа, сейчас, подожди. Договорю. Подожди. Типа, он себя Блейд... Он просил людей, типа, называть его Блейдом. Типа, если его назвали Уэсли, типа, то он вообще, типа, ну, злился на них, все такое, типа. Все время этих в очках ходил. Ну, он, короче, такой, типа, по этому... По программе этого... По какой-то актерской программе, где они ведут себя как мудаки, он, типа, этой теме, видимо, следовал. Выживался в роль Блейда, типа, знаете. По-моему, он просто наркоман. Больной. Типа, хуйней страдал чисто. Ну, чисто. Ну, просто вел себя как мудак, я думаю. Да, типа Станиславского, типа, по программе Станиславского. Я думаю, он просто, ну, мудился, так сказать. А так, да, фильм реально был крутой. Особенно, когда там Райан Рейнольдс был в Blade Trinity. Он тоже был классный, как по мне. Стал вампиром. Я буду пить кровь. Блин, до сих пор помню вот эту сцену первого Блейда, когда Блейд жарил этого толстяка с помощью фонарика. Прикольно. Блин, надо Блейда посмотреть, ребята. Ебать, что-то я захотел Блейда посмотреть. Пиздец, внезапно. Кровосиси. Не. Ну, по-моему, сейчас Блейда, кстати, переснимают. Что-то такое слышал? Вроде как франшизу возрождают. И Блейд будет новый, типа, перезапуск. И это во вселенной этого Марвела, типа. Жарил тут. Да. Сейчас подойду. А, ладно. Тусня.
Кресло радует. Да. Я не знал, что игру делают. Мне казалось, это фильм и что-то в этом роде. Да. А так как делать что-то оригинальное — это стрелять себе в ногу, Голливуд скупает все книжки, у которых есть какая-нибудь фан-база. Считается, что опасности здесь меньше. Даже если получается 50 оттенков серости, все равно зритель приносит 400 или 600 миллионов при бюджетах в 30-50. Но кто-то ведь все равно должен сесть в лужу, даже в ситуации, когда эту лужу найти очень тяжело. И сегодня хотелось бы вспомнить именно о тех счастливчиках, у которых за плечами имелся какой-нибудь бестселлер с миллионными тиражами. Но им удалось найти эту маленькую лужу. Меня удивляет тот момент, что Я четвертый — это первая книга Лориенской саги писателя до сих Паттику пор Соломон, права на Вархаммера который не на самом деле смогли состоит купить, из двух писателей — Джеймса Фрея и Джо Бикки. чтобы его экранизировать. Я четвертый попал на прилавки в 2010 году. Хотя вроде и как сразу же стал идут бестселлером. какие-то съемки там Дальше каждый от самих год стали воркшопов. выходить разные продолжения под названиями вроде «Сила 6», «Падение А? 5», «Судьба 10», «Восстание Ух 9». ты. Но фильм решили организовать сразу же после успеха первой книги, права на которую купили еще до того, как она попала на прилавки. Такое часто происходит с уже известными авторами. Когда книгу только начинают писать, кто-то обязательно увидит пару предложений. И его они так потрясут, что в прессе сразу же появляются рассказы разных инсайдеров, которые уже успели увидеть кусочек будущего шедевра. Будущий шедевр немедленно купили Майкл Бэй и Стивен Спилберг. В те годы они развлекались на трансформерах, и в Я-4 кто-то увидел потенциальную франшизу на $1 миллиард. Так как им сразу пообещали несколько книжек, предполагалось, что каждую книгу из цикла «Лориенская сага» будут экранизировать раз в 1,5-2 года. Естественно, Майкл Бэй, задействованный в качестве режиссера на трансформерах, сам в кресло сесть не мог. Так что Спилберг подтянул к проекту диджея Карузо. Он был штатным режиссером студии DreamWorks, так что вопросов не задавал. За пару лет до Я-4 Карузо поставил на крючки, а еще чуть раньше «Паранойю». Хотя обычно перед стартом производства подобных фильмов проводится продолжительный кастинг, в Я-4 Блин, он какая занял же ты очень мразь большое полицейская. время. Почти всех центральных актеров взяли в фильм без каких-либо прослушиваний. Диану Аргон, например, в фильм протолкнул Стивен Спилберг. Аргон и Спилберг познакомились на одном благотворительном мероприятии. Спилбергу очень нравился сериал «Лузеры», в котором снималась Аргон, и увидев ее на мероприятии, он предложил ей роль в проекте, который разрабатывается на его студии. Алекс Петтифер и Тереза Палмер попали в кино по схожему сценарию. Им просто позвонили и приказали явиться на съемки. С первым связан забавный момент. В комментариях иногда интересуются, почему же Алекс Петтифер не взлетел. А не взлетел он потому, что очень боится летать. Самолеты падают и вот это вот все. Из-за чего ему приходится отказываться от большинства проектов, которые ему предлагают. Бля, Четвертым чел. тоже могло бы не быть, если бы в фильме организовали кастинг. Так как он британец и просто мог на него не успеть доплыть на лодке, или стандартно для себя отказался бы от стольких телодвижений. Блять, он на Но лодке здесь ему предпочитает просто типа приказали добраться, явиться чем на съемки через самолете. пару месяцев. И он смог спокойно воспользоваться услугами океанских пароходов. А Тереза Палмер согласилась сниматься в такой небольшой роли только из-за того, что в сиквеле Я-4 ее героиня должна была получить гораздо больше времени на экране. Продолжение было как раз о ней. Так как предполагалось, что перерыва между съемками фильмов почти не будет, Терезе Палмер пришлось тренироваться несколько месяцев, чтобы соответствовать своей героине в книге. Единственная проблема возникла с Шарлтом Копли. Позднее его заменят Тимоти Олифантом. Официально Копли выбыл Чё из-за за кино конфликта вообще? съемочных графиков. Неофициально Копли рассказывал продюсерам, как в фильме должен выглядеть его персонаж. И его идеи никто не оценил. А так как он не прекращал попытки донести свои идеи до продюсеров, те поспешили выписать ему пинок под зад. Сняли кино за 3 месяца и повезли показывать тестовой группе. Здесь-то кино, в общем-то, и закончилось. Отзывы были настолько ужасными, что из фильма пришлось удалить 40 минут.
полностью вырезали сюжетную линию актрисы Карен Аллен и заодно переделали концовку. И вот в таком виде ленту отправили в кинотеатры. Обошелся фильм по итогу в 60 миллионов, а в прокате собрал 149. Не помогла даже рекламная блядь. кампания, построенная на Чуть-чуть заявлениях, что «Я окупилась». четвертый» — это «Сумерки для мальчиков». Хотя кто-то, наверное, «Сумерки скажет, что для это мальчиков». явно была не лучшая идея продвижения фильма. Возможно, студия решилась бы на продолжение, если бы не посредственные оценки от обычных зрителей. Собери фильм 300 миллионов, и на такую Какой мелочь сразу бы придурок, закрыли да, маркетолог глаза. придумал Но эту рисковать с идею. новым фильмом после посредственного результата первого, еще и с отвратительными отзывами, никто не стал. Майкл Бэй какое-то время не отрицал возможности выхода сиквела, но в 2014 году признался, что на Я-4 можно поставить крест. Игра Эндера — голливудский долгострой. Первые попытки запустить работу над фильмом предпринимались еще в середине 90-х. Ну, Но кстати, тогда как раз камнем игра на дно Эндера ушел неплохая «Звездный была. десант», и в Я подобные её смотрел. фантастические проекты деньги вкладывать боялись. В основе ленты роман с одноименным названием писателя Орсона Скотта Карда, который он написал в 1985 году. Позднее он написал еще пару десятков романов, превратив игру Эндера в целую вселенную. Пополняет он вселенную до сих пор. я не смотрел Писать сценарий 4 Кард никому и доверить не Эндер. мог, так что за работу взялся лично. И в начале нулевых игра Эндера была близка к старту съемочного процесса. В качестве режиссера собирались использовать Вольфганга Петерсона, а финансировать проект собиралась студия Warner. Съемки должны были стартовать в 2003 году. Здесь что-то пошло не так именно из-за сценария. Его стали Пройти полировать и дополировались до того, что Вольфганг Петерсон заинтересовался Троей. После его поспешного бегства проект развалился, а Орсон Скотт Кард стал писать новый сценарий, который не требовалось бы полировать. Потом он стал писать еще один, а потом еще один. Писатель уверяет, что ему пришлось делать это 6 раз, пока он наконец-то не добился идеала. Новая версия Эндера ушла в работу в 2009, уже без студии Warner. Вложить деньги согласилась Summit, студия по визуальным эффектам Digital Domain и несколько независимых инвесторов. Считается, что из-за Digital Domain проектом и заинтересовалась студия Summit. Был собран прототип одной из сцен будущего фильма, с которым продюсеры бегали по Голливуду, и на него все немедленно кидались. На этот раз в кресло режиссера сел Гевин Худ, ответственный за Росомаху начала. Несмотря на то, что Орсон Скотт Кард достиг каких-то невероятных высот в написании сценария, Гевин Худ все переписал и отполировал. Но Кард утверждает, что получилось не так уж плохо, так что он согласился со всеми правками. Здесь у проекта уже возникло много проблем на этапе производства. После старта съемочного процесса лента внезапно стала дешевле на $20 миллионов. Постановщик Гевин Худ заявляет, что это обстоятельство сильно повредило картине. Им пришлось спешно отказаться от пары дорогостоящих эпизодов, что вынуждало растягивать другие сцены. Произошло это из-за отказа финансировать проект одного из инвесторов. А под занавес съемочного процесса, когда уже вовсю шла работа над визуальными эффектами, обанкротилась одна из студий, которая должна была ими заниматься. Пришлось избавиться еще от пары сцен, так как сроки поджимали и работы не успевали перекинуть на другие студии. Так что к тестовым показам лента подошла не с теми вводными, которыми предполагалось. Видимо, смотреть ленту аудитории было скучно, так что ее еще и порезали, пытаясь придать динамики. В прокат игра Эндера попала в октябре 2013, и интерес к фильму явно присутствовал. Экранизация известной серии книг смогла стартовать с первого места американского проката. Однако через 7 дней Блять, вот они. второй Тор, и Эндер свалился сразу на 5-е место. А еще через пару недель лента уже захватывала вторую десятку американского проката. Дома Эндеру удалось собрать всего 61 миллион. Еще 64 дал остальной мир. При производственном бюджете в 110 миллионов и кассовых показателях в 125 миллионов ни о какой окупаемости речи не шло. Так что все разговоры о франшизе были мгновенно забыты. Здесь все стандартно обвиняют в провале кого угодно, но не себя. Режиссер считает, что студия Summit запорола рекламную кампанию фильма, не вложив в нее достаточно денег. Продюсеры уверены в том, что фильм просто припозднился, и если бы его выпустили в начале нулевых, то все сложилось бы иначе.
А так, пик интереса к романам о Бендере остался Не, далеко вот это позади. нормальная То есть все, тема. кому Типа, фильм понравился, тоже могут если бы он придумать вышел бы в какую-нибудь начале нулевых, собственную да, причину провала. да. Она была бы охуенной. В основе То есть Мордекая люди серия подросли книг бы Кирилла уже такие, Панфилиоли. в свое время Первая по из них молодости вышла в глянули бы, и они бы такие, 1972 блядь, а году было и охуенное получила кино. множество важных и не очень важных премий за тонкий юмор и здоровую иронию. Считалось, что перенести подобное на большие экраны очень тяжело. Так что, несмотря на успех книг, браться за экранизацию никто не хотел. Все изменилось, когда в начале десятых Мордекаем заинтересовались Джонни Депп и Дэвид Пейн. Мордекай. Они вместе уже работали над фильмом «Тайное окно» в начале нулевых. Хотя в прокате лента прошла посредственно, зритель к ней отнесся неплохо. И они снова хотели поработать над чем-нибудь сообща. Большую часть денег здесь тоже нашли у независимых инвесторов. Карьера Джонни Деппа уже сбоила, и голливудские студии посматривали на такой проект с опаской. Но европейцы все еще готовы были заплатить Джонни $18 миллионов. Это почти треть бюджета фильма. Сняли кино всего за 2 месяца в конце 2013-го. Здесь никаких данных о тестовых показах нет. Но если судить по нескольким истеричным переносам премьеры, там явно все прошло очень удачно. Ленту много раз двигали по премьерной сетке, как назад, так и вперед. Обошелся Мордекай по итогу в 60 миллионов и в кинотеатры попал в январе 2015. Войти в историю фильм все же смог. Стартовал Джонни Депп с 9-го места в американском прокате, выпустившись почти на 3000 экранов. И сразу отметился худшей наработкой на один экран из всех фильмов первой десятки. На второй неделе Мордекай улетел на 16 место, уже с худшей наработкой из 40 фильмов, находящихся в прокате. Ну а на третьей неделе его прокат закончился, так как у него отобрали 90% экрана. В Штатах Мордекай смог насобирать всего $7 миллионов. Мир Джонни Деппа любил больше, так что прочие страны сообща выдали ленте 40 миллионов. Вместе с фильмом «Кибер», утонувшим по соседству, Мордекай стал крупнейшим провалом начала года. Джонни Деппу сразу прилетели номинации на «Золотую малину». Отметили и талантливую актрису Гвинет Пэлтроу. Об экранизации следующей книги Банфиньоли с тех пор больше никто не говорит. «Седьмой сын» — еще одно кино, которое должно было дать старт целой франшизе. Седьмой В основе сын. ее серия романов Джозефа Дилейни, которую обычно называют вселенной ученика Ведьмака. С серией про польскую плотву эти романы никак не связаны. Права на экранизацию приобрела студия Legendary в конце нулевых. Тогда предполагалось, что на их основе выдадут мощную франшизу, которой будут завидовать все «Властелины колец». Но пока шел препродакшн, планы немного скорректировали, и первый фильм в этой франшизе решено было делать более скромно. Предполагалось, что его бюджет составит $90 миллионов. Режиссером пригласили поработать Сергея Бодрова-старшего. Он как раз в конце нулевых выдал фильм «Монгол», который получил номинацию на премию «Оскар». Считается, что именно Бодров убедил заехать в фильм Джеффа Бриджеса. В то время актер не хотел сниматься в фильме с большим количеством зеленых экранов, но ему пообещали полную свободу при работе над его персонажем. А И этот он, попросив чел. больше денег, согласился. Бюджет фильма поделили между собой Legendary и множество китайских инвесторов. Позднее все эти люди поработают еще и над Warcraft'ом. Сняли кино в 2012 году, после чего и стартовали проблемы. Фильм стали переснимать и добавлять разные эпизоды с визуальными эффектами, которых первоначально вроде как было мало, и зрители на тестовых показах слишком быстро засыпали. Ничего не помогало, так что первоначальную премьеру в феврале 2013 перенесли на осень 2013, после чего из фильма убежала испуганная студия Warner, которая собиралась прокатывать картину. Весь 2013 год фильм пытались ремонтировать, добавляя в него одни сцены и вырезая другие. Бюджет проекта приблизился к отметке 110 миллионов. В конце 2013-го прокатывать такое кино согласилась студия Universal. Казалось, что кино наконец-то попадет в прокат, но за пару месяцев до премьеры «Седьмого сына» перенесли на начало 2014-го. Теперь уже на каких-то изменениях настаивала студия Universal. Переносы сопровождались заявлениями о необходимости поработать над визуальной составляющей фильма. Когда наступил 2014, оказалось, что визуальная составляющая еще не готова, и кино необходимо перенести на целый год.
Так что премьера его была назначена на конец декабря 2014, а в широкий прокат лента попала лишь в январе 2015, спустя 3 года после окончания съемок. Понятное дело, фильму прогнозировали эпичный провал все, кто мог, так что удивление его фиаско ни у кого не вызвало. По слухам, в какой-то момент Сергея Бодрова отстранили от монтажа, и итоговый вариант картины совсем не похож на тот фильм, который сняли в 2012 году. В прокате 110-миллионный фильм собрал 114 миллионов долларов. Пострадали на нем в основном китайские любители кино, которые вкладывались в производство. Студия Universal свои небольшие затраты на продвижение и широкий релиз, скорее всего, отбить смогла. «Седьмой сын» — один из тех редких фильмов, которые в российском прокате собрали денег больше, чем в американском. У нас лента насобирала 18 миллионов, а в США только 17. Здесь, естественно, дело в режиссере и весьма внушительной рекламной кампании, которая была организована вокруг этого события. Но об экранизации прочих романов из вселенной ученика Ведьмака с 2015 года больше никто не вспоминал. «Город Эмбер» — один из тех фильмов, с которыми пыталась захватить тоже мир смотрел. киностудия Walden Media. Город Эмбер. Вот это интересное кино. Романов Джин Дюпро. В случае успеха предполагалось выпустить еще 3 фильма о проблемах подземного города. Первый роман Я попал даже на читал, прилавки по-моему. в 2003 году. Как только он стал бестселлером, права на экранизацию немедленно купил Том Хэнкс. Он и стал искать специалистов, вместе с которыми он вложится в новое кино и потом заработает много денег. И наиболее выгодные для Хэнкса условия предложила Walden Media. Как они поделили расходы, официально неизвестно, но предполагают, что Хэнкс покрыл 25% бюджета, а Walden уже все остальное. После чего были найдены прокатчики в лице студии Fox и Summit. Фоксом отошел американский прокат, а Summit мировой. Также считается, что фильму сильно повредила спешка при производстве. Все так быстро спешили снять и выпустить кино, что в работу лента ушла с еще сырым сценарием, из-за чего уже по ходу съемок пришлось отказаться от нескольких построенных декораций. Совершенно неожиданно из сценария исчезли эпизоды, в которых они были задействованы. То есть, хотя бюджет у города Эмбер 55 миллионов, на экране всех этих денег нет. Ну а в том, что кино получилось не таким, каким его задумывали, уже обвиняют режиссера Гила Кинана, у которого до города за плечами был лишь мультфильм «Дом монстров». То есть постановщик «Дом был монстров» еще хороший. неопытный и не совсем понимал, как работать с игровым проектом. В прокат «Город Эмбер. Побег» попал осенью 2008. Еще до попадания в кинотеатры Walden Media заявляли о планах на сиквел, так как кино получилось настолько замечательным, что нет смысла ждать результатов проката. Очевидно, что они там всех разорвут. Но разрывать всех городу Эмбер пришлось во второй десятке проката. В первую фильм даже не смог попасть, собрав на старте всего 3 миллиона долларов на 2000 экранах, которые смогли гарантировать лишь 11 место. Здесь уже пошли разговоры о том, что замечательным кино, по мнению тестовых групп, не получилось. Так что прокатчики стали экономить на рекламной кампании, что и привело к столь плачевному результату. В общемировом прокате город Эмбер собрал всего 17 миллионов при бюджете в 55. Естественно, Walden Media и Том Хэнкс быстро забыли все свои рассказы о продолжении, которое обязательно выйдет. «Орудие смерти. Город костей» должен был повторить успех «Сумеречной саги» и «Голодных игр». По крайней мере, так считалось в год попадания проекта на большие экраны. В основе лента одна из самых популярных подростковых серий книг за авторством Кассандры Клэр. Миллионные тиражи намекали на то, что здесь беспроигрышный вариант для создания франшизы. К фильму устраивали шумный кастинг. На нем отфильтровали множество молодых актеров, которые в те годы были на слуху. Только Алекс Петтифер мог попасть в фильм без прослушивания. Его очень хотели видеть на главной мужской роли продюсера. Но актер, только что утонувший с «Я-4», побоялся подписываться на очередной молодежный бестселлер. Главную женскую роль смогла вырвать Лили Коллинз. Бля, пизда. Ее называли восходящей звездой, и все, смотря вдаль, видели ее светлое будущее. Это будущее все перестанут видеть именно после «Города костей». Перед ним у нее в прокате еще и посредственно выступила Белоснежка. Первоначально проектом занималась студия Warner. Почему они отказались от прав, официально неизвестно. Но поговаривают, что на студии хотели избранную девочку превратить в избранного мальчика.
А это уже не устраивало Кассандру Клэр. Так что, побившись головой об стену, Ворнеры уступили сценарий более сговорчивым студиям. По итогу собирали фильм те же продюсеры, которые занимались франшизой в «Обитель Америке. зла». Режиссером назначили Харальда Красава. Цварта, выдавшего перед городом костей «Карате пацана». Выделили на фильм $60 миллионов, которые поделили между собой студия Sony и Константин Films. Хотя тестовые показы прошли плохо, ленту не стали нещадно резать или отправлять на пересъемку. Студия понадеялась на то, что большая фанатская база вытащит фильм на порог окупаемости, или даже сделает из него кассовый хит. Но звезды на небе встали не так, как надо, и попав в прокат, «Город костей» провалился. Полное отсутствие интереса к проекту связывают с ушедшим подростковым поездом, в который не успели заскочить авторы ленты. Собрать удалось лишь 95 миллионов при бюджете в 60. Что любопытно, после США наибольшую кассу проекту дал российский прокат. Продолжение студия быстро отменила, но от прав отказываться не стала и через 4 года выдала сериал «Сумеречные охотники», который является перезапуском. Он просуществовал целых 3 сезона и был закрыт из-за низких рейтингов. Ну и под занавес хотелось бы бонусом вспомнить еще об одном дорогостоящем проекте, который должен был стать началом чего-то большего, но стал просто одним из провалов 2010 года. Бросов мультик. Здесь особо Блять, интересной это пиздец. информации нет, но Он легенды «Ночных странный. стражей» полностью подходят под тематику видео. И у них много крутых кадров, которыми можно привлекать внимание, чтобы вызвать восторг. Поэтому они тоже здесь. «Ночные стражи» — это серия книг Кэтрин Ласс. Стартовала серия в 2003 году, и в данный момент книг целых 15. Ну типа, блин, кино Случись, чисто можно про было снимать животных, «Ночных нахуй. стражей» в наши дни. И еще лет через 10 они все еще снимались бы. Одновременно с фильмом выпустили и видеоигру. Франшизу собирались строить всерьез и надолго. К проекту подтянули режиссера Зака Снайдера и студию Animal Lodge, которая занималась Зак визуальными Снайдер эффектами был. на «Матрице» и тех же «Спартанцев». Производство ленты стартовало в начале 2009-го, а уже Смотрел его в сентябре детстве несколько раз. 2010-го «Ночных стражей» Ну, привезли в кинотеатр, блин, он и мне они провалились, как-то собрав вообще не 140 зашел. миллионов при бюджете 80. В целом, провал этого фильма обычно списывают на возрастной рейтинг. Он здесь детский. Нюанс в том, что детям мультфильм казался чрезмерно мрачным, а тем, кто повзрослее, красивым, но слишком детским. Получилось, что у «Ночных стражей» не было аудитории, на которую они могли бы рассчитывать. Ну И типа, да. рекламная кампания била в пустоту. Зак Снайдер неоднократно заявлял о своем желании поработать над сиквелом «Ночных стражей». Но, видимо, каких-то достижений на носителях у проекта нет. Или их недостаточно для того, Да, чтобы Раннер. студия захотела рискнуть со второй частью. Спасибо за внимание, оставайтесь на связи. Так. О, да. Я отправлю вас на острова Тиливер. Ну, вперед. Добро пожаловать на острова Тиливер. Глянь на знак. Кажется, летел в городе. Он, наверное, не знает, что создал одно из самых злых существ на свете. Чтоб ты знал, один из твоих самых опасных врагов теперь в голове моего друга. Мы хотим спасти мир. По большей части можем говорить честно. Пока она не светится красным, то все в порядке. Есть ли у вас основания полагать, что вы пытаетесь провести в Тиливер то, о чем, вероятно, стоит нас проинформировать? Деньги. Не знал, что у них такое есть. Устный ответ. NPC Все деньги. Да. вышеперечисленное. Как они сидят, играют. Вообще все. Есть ли у вас при себе что-то запрещенное? У кого? У меня? Да. Ну, типа, чисто гипотетически, если бы мы были в мире, где у меня при себе нет ни одного запрещенного предмета, тогда в теории нет. Но в нашем мире у вас что-то есть? Да. Сука! Это такой большой список, так что я такой... Что? Везете ли вы в Тиливерн то, о чем, вероятно, стоит нас проинформировать? Я не знаю, что вам интересно. Я думаю, что могу использовать свою естественную простоту, типа, я не знаю, чего вы хотите, так что нет. Твоя тупость сейчас тебя спасает. Типа, я не знаю, о чем вас проинформировать, так что нет. Ну, охуеть. Я тоже сижу и... Ну, не знаю, у меня в голове только темный лорд апокалипсиса. Не, ну хуй знает, это, блядь, прям смотреть надо с первых серий, наверное, чтобы понимать, что тут происходит. Так.
Не шаришь? Вообще нет. Я ж чуть-чуть, можно сказать, поиграл в D&D. Вот с Сикросом там прочее. Я за вселенную D&D вообще не шарю. Типа там, какие расы там, хуё-муё и там прочее. Какие у них порядки. Можем первую серию посмотреть. О, давайте вот это посмотрим. Наконец настало время выхода фильма «Не время умирать». Ни много ни мало 25-й картины в основной серии про знаменитого шпиона Джеймса Бонда. За почти 70 лет на экранах на пути секретного агента стояли сотни злодеев, десятки прекрасных девушек и литры коктейлей с мартини и водкой. Образы, возникшие в этом франчайзе, крепко вошли в поп-культуру. Галлоны, я бы сказал, Сверхзлодеи мартини. со своими миньонами, желающие захватить, а то и вовсе уничтожить мир. Секретные базы в вулканах, М и Q, Мисс Манипенни. Но в то же время есть и не самые популярные для массового зрителя детали. Знали ли вы, что поначалу Джеймс Бонд был американцем? Что в одном из фильмов его сыграл Вуди Аллен? Почему не стоит говорить никогда? И действительно ли Джеймс Бонд во всех фильмах это один и тот же персонаж? История кинофранчайза настолько обширна, что в привычные 15-20 минут не уложится. Так что устраивайтесь поудобнее, мы здесь надолго. Привет, с вами Channel, МакГаффин Channel. И мы расскажем обо всех киновоплощениях Джеймса Бонда. Вы узнаете все, что нужно, чтобы подойти к просмотру новой картины во всеоружии. Чтобы не запутаться в перипетиях Бондианы, воспользуемся таймлайном и первую точку на нем поставим в 1953 году. Именно тогда вышел первый роман о Джеймсе Бонде под названием «Казино Рояль». История понравилась читателям, и книги стали выходить ежегодно. А золотое правило Голливуда гласит: если что-то достаточно популярно, то всегда на пороге появляется продюсер, чтобы сделать из этого фильм. «Казино Рояль» не исключение. Уже в 1954 году на малые экраны выходит часовой эпизод сериала «Антологии Клаймакс», поставленный по бестселлеру Флеминга. Роль Джеймса Бонда досталась актеру Барри Нельсону, американцу по национальности. Ничего Эта себе. же участь постигла и Не самого знал. персонажа. Oh, you're a legend, old boy. Card sense Jimmy Bond, they call you. I knew you right away. I didn't know I had that much of a reputation. Теперь Джимми Бонд работает на метафорическое Джимми Бонд! Слайтер, его американский коллега, наоборот, становится британцем. Сюжет ужали до часа, некоторых персонажей совместили в Бонд. одного, но Джимми завязка Бонд. осталась примерно такой же. Бонду дают задание обыграть в карты советского агента Ле Шифра. Примечательно, что сыграл его маститый актер Питер Лорре. Mr. Bond, I said stand still. Планируется, что после поражения до Ле Шифра доберутся советские спецслужбы, а деньги, которые он ставит на кон, принадлежат Москве. Таким образом, в одной карточной игре в Баккару можно убить сразу двух зайцев. Еще один любопытный сценарный ход. Чтобы зритель понимал тонкости игры и ему было действительно интересно следить за ней, Бонд несколько минут рассказывает правила Лейтера. Хотя, по сути, эта мини-лекция предназначается именно людям по ту сторону экрана. Okay. Go ahead, Leiter. No, you go ahead. You explain Baccarat, and I'll explain your job here. Итог понятен. Ле Шифр повержен, все счастливы. Даже первую девушку Бонда Веспер, точнее Валерий Матисс, как зовут ее здесь, ожидает более счастливый конец, чем в оригинальной книге. Give me the check. Come on. Call the police. Эпизод был достаточно успешен, чтобы Флеминга попросили написать сериал про похождение Бонда, за который он с удовольствием взялся. Правда, проект не тронулся с места, а сценарии эпизодов позже были переработаны в рассказы и изданы в сборнике «Только для твоих глаз». Триумфальное шествие Бонда на экранах вновь оттягивается. Valerie Memphis. Yeah, of course. You were my lucky charm. While you were there, I couldn't lose.
Флеминг вместе с автором Кевином Маклори пишет сценарий под названием «Шаровая молния», чтобы реализовать его на экране. В итоге сценарий превратится в роман, что послужит причиной судебного разбирательства между соавторами. А в начале 60-х права на книги были приобретены Гарри Зальцманом и Альбертом Брокколи. Вот на этом моменте поподробнее, так как впоследствии детали этого союза станут причиной появления двух неканоничных фильмов про Джеймса Бонда. Они основали компанию Eon Productions, которая должна заниматься производством фильмов о Бонде, и компанию Данжа, являющуюся правообладателем. Причем проданы были права на все книги Флеминга, кроме «Казино Рояль» и «Шаровой молнии». Запомним этот факт. Так как суд между Флемингом и Маклори был в разгаре, первоначальный план экранизировать «Шаровую молнию» был невозможен. Зальцман и Брокколи остановили свой выбор на 6-м романе о Джеймсе Бонде под названием «Доктор Но». Именно 62-й год можно назвать годом рождения того Бонда, которого мы знаем. Многие стилистические решения, которые стали переходить из фильма в фильм, появились именно здесь. Картина начинается со знаменитого взгляда из ствола. Бонд стреляет, все заливает кровью и звучит знаменитая мелодия Монти Нормана. Но идея писать тематические песни, совпадающие с названием фильма, еще не пришла в голову. Потому во время титров вместе с темой Джеймса Бонда играет песенка про 3 слепых мышек. Завязка следующая. На Ямайке, нежно любимой Флемингом, теряется связь с 2 агентами секретной службы. С виду легкое расследование поручают Джеймсу Бонду, восстанавливающемуся после не совсем удачного прошлого дела. Первое появление Шона Коннери на экране воистину эпично. Бонд. Джеймс Бонд. И кто бы мог подумать, что коронное представление Бонда родилось как ответ на такое же приветствие другого персонажа. Коннери без сомнений прекрасный Бонд. Харизматичное лицо, способное принимать жестокое выражение. Глядя на этого персонажа, веришь, что он может хладнокровно убить безоружного человека. И нельзя не вспомнить про шикарный шотландский говор. Также впервые появляются и другие актеры, которые задержатся во франчайзе подольше Коннери. Речь о Бернарде Ли в роли начальника Бонда по прозвищу М и Лоис Максвелл в роли его секретарши мисс Манипенни, состоящей в платонических отношениях с Джеймсом. Также впервые показан фирменный бросок шляпы на вешалку, который тоже будет часто появляться в фильмах. В сцене брифинга в кабинете М упоминается прошлое задание Бонда, и его оружие, беретту, меняют на привычный зрителям Вальтер ППК. Дело в том, что «Доктор Но» 6-я книга цикла, а в 5-й под названием «Из России с любовью» Бонд пострадал от отравленного ножика Розы Клеп. Но до нее мы дойдем совсем скоро. Кстати, майор Бутрайт, выдающий Бонду новое оружие, и есть тот самый Кью, который будет предоставлять главному герою шпионские гаджеты. Свою фамилию он получил от реально существовавшего человека, который написал Флемингу, что оружие, которое использует Бонд, неэффективно. Потому он отбирает беретту и дает Вальтер и в самом фильме. Красивая метафора, ничего не скажешь. На Ямайке Джеймс сталкивается с организацией загадочного доктора Но, который сыгран канадским актером Джозефом Вайзманом, который родился в семье ортодоксальных евреев, что не помешало ему сыграть азиата. Ох уж эти неполиткорректные 60-е. Блять, что нахуй? Он был типа азиатом? Планирует сорвать запуск ракеты, показать... Ну ты думаешь, что делать с глазами нахуй? Да, Спектр появляется уже в первом фильме, хотя в первоисточнике Но работал на Советский Союз. Нам представлен классический архетип... Блять, это типа азиат. Желательно с физической особенностью. В данном случае с железными руками. И большой любитель поговорить с противником о своих планах. Развязка ясна. Бонд взрывает секретную базу, Ноу расплавляют в реакторе, главный герой с девушкой предаются утехам в моторной лодке. К слову, в книге доктора Но завалило кучей птичьего помета, то есть выглядело примерно так. Какая бесславная смерть. Также представлены персонажи Феликса Лайтера, американского агента, и по совместительству лучшего друга Бонда, и Куоррелла, помощника Лайтера, которого сжигает железный дракон. Запомним этих персонажей, с ними тоже будут происходить железный дракон. Метаморфозы. Фильм стал не сверххитом, но в меру успешным, что привело к сиквелу. И баста.
Через год выходит экранизация пятой книги о Бонде под названием «Из России с любовью», которая входила в топ-10 любимых книг Джона Кеннеди. Выбор был очевиден. Режиссуру вновь доверили Терренсу Янгу, постановщику первого фильма. Его картины обладают интересной особенностью. Несмотря на сверхзлодеев, комичную крутость главного героя и прочие прелести Бондианы, Янг пытается снимать шпионское кино, почти не отходя от первоисточника. В первом фильме непосредственного экшена было не так уж и много, все заменяли шпионские расследования и словесные игры. А когда начинались боевые сцены, то... Нифига, он пяткой прям в камеру. Во втором фильме над действием хорошенько поработали, компенсировав количество... Россия. О. Начинается фильм с того, что Бонда убивают. Как же так? О Лол. чем фильм будет дальше? А, нет, это просто другой мужик в маске Коннери. Отлично. Любопытное начало. Советский Интересно. СМЕРШ вновь был заменен Спектром, и самое главное, нам показали человека с котиком. Эрнст Ставро Блофельд, немезида Джеймса Бонда, впервые был представлен именно здесь. Правда, без имени, да и играл его актер, которого Бонд убил в прошлом фильме. Но противостояние со Спектром только набирает обороты. Они попортят жизнь Джеймсу еще не раз. Сюжет рассказывает о том, как Джеймс отправляется в Стамбул, чтобы помочь дезертировать советской шпионке. Таня. Что, естественно, является подставой Спектра с целью отомстить за смерть доктора Но. Из антагонистов стоит отметить наемника Гранта в исполнении нашего любимца капитана Куинта и полковника Розу Клеп в исполнении Лотта Ленья. По-прежнему опереточные, но местами внушительные злодеи. «Из России с любовью» наравне с «Шаровой молнией», на наш взгляд, самые шпионские фильмы из всей Бондианы, сосредоточенные на непосредственной работе спецслужб, а не на серфинге по цунами. К счастью, это будет совсем не скоро. К постоянному касту добавился Десмонд Левелин в роли оружейника Кью, который сыграет аж в 17 фильмах про Бонда. Встреча с ним перед каждым заданием станет доброй традицией практически каждой картины Бондианы. Flat throwing knife. Press that button there. Now she comes. В финале, после спорного экшена с мадам Клеп, в книге Бонда ранили отравленным клинком, что приводило к 6 месяцам в больнице и началу доктора Но. На экране все вновь оканчивается победой добра. Также в фильме использовали песню с одноименным названием в исполнении Мэтта Монро. Правда, не в открывающих, а в финальных титрах. И добавили анонс следующей части в конце. Создатели поняли, что на экранах они всерьез и надолго. Нужно снимать третий фильм, но Терренс Янг, режиссер предыдущих частей, решил снять что-то другое, и вместе с ним из Бондианы временно ушел шпионский дух. Гай Хэмилтон, пришедший к нему на смену, добавил в фильмы больше безумия и легковесности. Стиль теперь стал превыше шпионства, чего только стоит первое появление Джеймса на экране. Также отметим классический смокинг под водолазным костюмом, не раз обсмеянный в различных фильмах. В Голдфингере визуализировалась идея обязательного колоритного прислужника главного злодея. Клеп, Грант и шахматист из прошлой части были любопытны, но внушали далеко не так, как Оджоб в исполнении рестлера Гарольда Сакаты. Запоминающаяся внешность и обязательный суперудар, в данном случае меткие броски острой шляпы. Заметьте, Кун Лао тогда еще не родился. В начале фильма Бонд устраивает диверсию. Прикрывается от удара женщиной. Ох уж эти 60-е. Смотри, крутой был. Далее под прекрасный визуальный ряд начинаются открывающие титры с одноименной названием песни в исполнении Ширли Бесси. С этого момента заглавная песня в каждой части Бондианы будет предметом повышенного внимания и большой честью для исполнителя. По сюжету Бонд расследует деятельность загадочного Аурика Голдфингера, который, как выясняется в итоге, планирует ограбить Форт Нокс, где хранится золотой запас США. По закону жанра злодей пускает шпионов в Ну свое было веселее окружение, точно. и побеждает, выбросив Голдфингера с самолета. Прикрылся женщиной. Пиздец. Перевоспитывает преступницу и уходит в финальные титры. Перевоспитал. Пенисом. Из важного стоит упомянуть появившийся на экране отдел Q с обилием порой комических шпионских гаджетов.
Если в прошлый раз от изобретателя Бонд получил лишь чемодан с секретом, то теперь фантазия авторов разыгралась не на шутку. It's not perfected yet. Также на покой уходит Бентли главного героя и появляется знаменитый Астон Мартин, который будет сопровождать Бонда долгие годы. Естественно, автомобиль не простой, а с секретиком. Бронированные пластины, пулеметы и вишенка на торте — катапульта. Чел. Голдфингер Бедняга. Бондиану в то, чем она является до сих пор. Минус серьезности, максимум пафоса и гротеска. О, господи. Тем временем затихли судебные разбирательства с Кевином Маклори, и «Шаровая молния» наконец добралась до кинотеатров. Связано это с тем, что Флеминг к тому времени уже скончался, а самому Маклори пообещали упоминание продюсера фильма. На режиссуру вернулся Терренс Янг со своими шпионскими Тут мотивами. закончился Сюжет тем, что возвращается к серьезному ритму, истец умер. что не мешает в самом начале главному герою вступить в бой с убийцей, переодетым вдовой, а потом улететь на ракетном ранце. Но ничего не поделать, теперь это закон франчайзи. Так же, как песня в титрах, в этот раз в исполнении Тома Джонса. В этом фильме происходит первое прямое столкновение организации «Спектр» и Джеймса Бонда. Злая организация крадет ядерные бомбы и шантажирует НАТО. Бонд отправляется в Нассау. Нифига, Спектр даже в нынешних же этих Бондов есть. Эмилио Ларго в исполнении Офигеть. Адольфа Челли. Сам Спектр показан подробно и принимает вид той самой злодейской организации, над которой успешно насмехалась игра Evil Genius. Совещание перед картой мира и электрические стулья для предателей. Ой, я этого Бонда вообще не смотрел, получается. Я даже не Персонаж знаю. Бонда не претерпел сильных изменений, по-прежнему мир. Не, ну я, конечно, понимал, что они пародируют Бонда и так далее. Вообще, Например, «Шаровая молния», пожалуй, наш любимый фильм. та сцена Чего только стоят в напряженные этом. подводные бои в кульминации фильма. Остин Пауэрсе. Перед Бондом конкретная задача против опасного противника с минимумом фантастического элемента, но с применением шпионских и детективных навыков. Даже изобретение Q не поражает фантазией и очень функционально. Подводная камера, миниатюрный дыхательный аппарат и счетчик Гейгера в часах. Да, мы те странные зрители, которые любят Бонда за реализм. Правда, в фильме есть сцена самой странной попытки члена вредительства, но мы ее принимаем. Что за хуйня? Что это такое? Что с ним делают? Трюк со шляпой настолько вошел в ДНК Бондианы, что настало время шутить над этим. Что он делает? Что это за аппарат? Help. Типа он до смерти дрочит ему пенис, или что это такое? Трюк со шляпой настолько вошел в ДНК Бондианы, Чё, что настало блядь? время шутить над этим. You are late. Yes, some people on the roads really burn you up these days. В итоге Ларго убивает собственная любовница, а его подручной наш герой прикрывается от пули. Очередной план Спектра сорван, до личной встречи с Блофельдом осталось совсем немного. Бонда вместе с Домино, его очередным любовным интересом, утаскивает самолет прямиком в следующий. Каната по яйцам Больно, был наверное. странно, да. А самое странное-то было вот что. Действия следующего фильма будут разворачиваться в Японии. Книга-первоисточник была не слишком тепло принята читателями. Многие осуждали обилие описаний местных обычаев и минимум действия, но все равно роман имел успех. Ведь именно в нем Джеймс Бонд наконец-то разделался с Блофельдом, задушив его в собственном дворце смерти, в который Блофельд приманивал самоубийц, наслаждаясь их смертями. Потому он и перебрался в Японию, ведь там самый высокий процент суицида. Нифига себе. Потерял память. Но это все в книге. На экране Блофельд с ним до сих пор не встречался. Значит, концепцию нужно переписать. Сад самоубийств тоже скучен. Давайте Блофельд будет похищать ракеты. И у него будет база в вулкане. В общем, понимаете, к чему все идет.
Живешь только дважды — это первоклассная шпионская буфонада. Режиссер Льюис Гилберт взял все то, что в Бондиану внес Гай Хэмилтон, и помножил на 100. Напомним, что именно он в будущем отправит Бонда в космос. Вернемся к сюжету. Спектр похищает космические корабли СССР и США с целью разжечь войну и нажиться на этом. Вначале Бонда убивают. Опять. Посмотрим. Нет. Ай. Все это большой план для внедрения Бонда в Японию с целью найти пропавшие спутники. Ради этого ему приходится изменить внешность и стать японцем, ну или так, как это видят создатели. Комбомба. Папа, В я... Японии Бонд находит британского связного в исполнении Ричарда Грея. Запомните это лицо. На выходных. Ну так завтра последний день. Через пару фильмов пригодится. Кью окончательно стал комическим персонажем, который Окончательно сборный комическим вертолет. Допустим. Сборную. Лего ему дал на миссию. Но самое главное, что Блофилд обрел лицо. В фильме его играет Дональд Плезенс, и образ именно отсюда лег в основу Доктора Зло и других пародийных ипостасей Блофилда. По всем законам клише, Блофилд общается с Бондом, рассказывает подробности своих планов и делает все, лишь бы его не убить. Да. Расстраивает разве что Блядь. половинного прислужника. Так бы собрали бондовский бинго. Зато тех, кто есть, скармливают пиранием, что уже неплохо. Но Блофилду удается скрыться, а Бонд по доброй традиции милуется с девушкой на глазах у своего начальства. Hello, Penny. И тут наш таймлайн делает ответвление, ведь одного Бонда в год явно будет недостаточно. И в 1967 году выходит еще один фильм о приключениях знаменитого шпиона. Помните, в начале мы рассказывали о том, что Зальцман и Брокколи выкупили права не на все книги Флеминга. Лицензия на экранизацию «Казино Рояль» досталась Чарльзу Фейгману, который понял, что соперничать с фильмами Эон Productions нет смысла. И У него сделал просто из красная оригинальной футболка истории или пародийную рубашка. комедию. Он не Человек-паук. Ну, пожалуйста, снять сраную машину! На режиссуру взяли очень популярного на тот момент Джона Хьюстона, режиссера таких фильмов, как «Мальтийский сокол» и «Сокровища Сьерра-Мадре». В каст записалось просто неприличное количество звезд. Роль оригинального Бонда досталась Дэвиду Нивину. Я не понял, я убил же его, это был киллер же, В нет? актерском составе можно найти Урсулу Андрес, первую девушку Бонда из фильма «Доктор Но», Вуди Аллена в роли племянника Джеймса Джимми Бонда, You can't shoot me. I have a very low threshold of death. My doctor says I can't have bullets enter my body at any У time. меня не должно быть пули в Питера теле. Селлерса, знаменитого инспектора Клюзо из «Розовой пантеры». Мэтр кинематографа Орсон Уэллс исполняет роль Ле Шифра. Даже Жан-Поль Бельмондо забегает на финальную разборку. Нифига себе. Не обходится без шуточек и об основной серии фильмов. Incidentally, where is my namesake? We've had to take him off the board, sir. He's now doing television. Oh. Обсмеяны как основная концепция, так и методы общения Бонда с девушками. Next. Фильм следует классическим пародийным схемам и не представляет ничего особенного, кроме одной идеи. Чтобы отвлечь внимание злодеев, оригинальный Бонд называет 6 агентов своим именем. А в конце и вовсе любой агент секретной службы носит это имя. From now on, all remaining agents and trainees will be known as James Bond 007, including the girl. Won't that be rather confusing, sir? Exactly. The enemy won't know which way to turn. Даже знаменитую Мату Хари в исполнении Джоанны Петтит начинают называть Мата Бонд. Создатели фильма невольно объяснили смену актеров в титульной роли. Понятно, почему меняются они, а не остальные персонажи. Почему у Бондов разный характер и отношение к своему прошлому. Просто это разные агенты вместе с должностью, получающие имя и фамилию. Ни хрена себе.
Лол, не знал. Я всегда думал, что это один человек. Шон Коннери решил проститься с образом Бонда. На его замену рассматривали Роджера Мура, но он был очень занят на съемках нового сезона хитового сериала «Святой». После непродолжительных поисков на главную роль утвердили Монахи. Джорджа Лейзена. Буддисты. Ага. У них паломничество. Работавшего моделью и не имевшего актерского опыта. На режиссерский пост позвали Питера Ханта, работавшего ранее на других картинах про Бонда, но на менее ответственных позициях. И признаемся честно, на секретной службе Ее Величества один из самых противоречивых фильмов в Бондиане. Он одновременно плох и прекрасен. К тому же это единственный фильм до крейговской эпохи, имеющий в сюжете важные моменты для развития персонажа. Ведь это та самая история, где Джеймс Бонд решит остепениться, что закончится трагедией. Вся картина наполнена странной упаднической романтикой любви потерянных в жизни людей. Возможно, это даже не любовь, но желание найти спокойствие среди хаоса. Эта странная романтическая притягательность не сочетается с обязательными условиями Бондианы, которыми наполнен фильм. A grave deep enough, I think, to prevent even 007 from walking. Сама картина посвящена истории отношений Джеймса Бонда и его будущей жены Трейси в исполнении Дайаны Риг. Вы ее наверняка помните и благодарны за убийство Джеймса. Ничего себе. Но параллельно идет детективная линия о поисках Блофилда. Для этого Бонду придется войти к нему в доверие под видом специалиста по геральдике. И Блофилд, которого теперь играет другой актер Телли Савалас, не узнает Бонда с новым лицом. Good evening, Sir Hillary. Good evening. Еще одно подтверждение мультибондовской теории. В фильме отсутствует вступительная песня, вместо нее звучит аранжированная версия главной темы Бонда с кадрами из прошлых частей. То есть мы чтим прошлые фильмы, но по ходу меняем их события. Для пущей убедительности Джеймс, подав в отставку, просматривает трофеи из разных частей фильма под тематическую музыку. Или у Бонда работает эффект Кларка Кента с очками, но в его случае с килтом. Ну, хоть бросок шляпы на месте. Любопытно, что Блофилд подлавливает его на незнание фактики о захоронениях знатного рода, а не потому, что они виделись буквально в прошлом фильме. Merry Christmas, 007. A small slip. Takes more than a few props to turn 007 into a herald. Хотя Коннери был удачно загримирован под японца, тут легко ошибиться. Все приводит к прекрасному экшену на лыжах, финальному противостоянию на бобслейной трассе, где Блофилд ломает шею. И вроде бы привычный хэппи-энд, свадьба и конец пути Бонда. Но Блофилд выжил и случайно убивает молодую жену шпиона. Невероятно грустная концовка, которая должна привести к новому витку конфликта и долгожданному отмщению. Вот только Джордж Лейзенби решил, что с него хватит, и эта картина будет единственной с ним в главной роли. И прощается с образом он на этой воистину прекрасно поставленной ноте. Но кто же придет ему на замену? Зальцман и Брокколи вновь хотят на роль Роджера Мура, но тот вновь оказывается занят. Потому за гигантский гонорар соглашается вернуться Шон Коннери, а с ним и бондовская обходительность с женщинами. Where is Ernst Stavro Blofeld? Но «Бриллианты вечные» не будут его последним фильмом в этом образе. До этого мы еще дойдем. Экранизация 4-го романа про Джеймса Бонда ушла далеко от первоисточника, оставив лишь пару сцен, торговлю бриллиантами и некоторых персонажей. Зато добавили Блофилда с двойниками, подземные лаборатории и гонки на луноходах. К слову о Блофилде, он сменил внешность, и теперь он выглядит как тот парень, которого убили в фильме «Живешь только дважды». То есть его играет Чарльз Грей. Вместе с Гаем Хэмилтоном на посту режиссера вернулась легковесность. Одним из первых гаджетов, демонстрируемых в фильме, является шпионская мышеловка. Шпионская мышеловка. Но не будем забегать вперед. Бонд мстит Блофилду еще до начальных титров, в которых песню вновь исполнила Ширли Бесси, сварив его в кипящей глине. Welcome to hell, Blofeld.
Правда, он что-то говорил про двойников, но это вряд ли будет иметь значение в дальнейшем. То хладнокровие, с которым Бонд ведет себя в присутствии человека, убившего его жену, вновь наводит на любимую теорию заговора. Бонд Коннери ушел на пенсию, его дела передали Бонду Лейзенби, который морально сломался после гибели Трейси и подал в отставку. Тогда Коннери возвращается, чтобы отомстить за молодого товарища. А потом вновь уходит на покой. Местами фильм следует по литературной канве. Бонд расследует контрабанду бриллиантов, что приводит его к Блофилду с его двойниками. Понимаете, клон был даже у кошки. Ничего себе. Right idea, Mr. Bond. But wrong pussy. Главный злодей по-прежнему очень не хочет убивать Бонда. Когда Джеймс находится в его руках, Блофилд велит замуровать его в трубе. Из положительного стоит отметить двух прислужников главы Спектра, мистера Кида и мистера Уинта, очень неприятных убийц, состоящих в странных отношениях. В конце Блофилд повержен, наемные убийцы пытаются заколоть Бонда шашлыком, но комически гибнут. Здесь мы прощаемся с Шоном Коннери в главной роли и Блофилдом как персонажем. Или нет? Наконец, графики Eon Productions и Роджера Мура совпали, и в следующем фильме был представлен новый Бонд. Шон Коннери вновь отказался от роли со словами «больше никогда». Догадывайтесь, к чему это приведет. За основу новой картины был взят второй роман Яна Флеминга «Живи и дай умереть», посвященный наркотрафику на Ямайке. Одной из главных причин выбора именно этого романа является рост популярности жанра blaxploitation, то есть эксплуатации культуры чернокожих. Афропрически, обычаи, нелицеприятные детали – всем этим изобилует новый фильм «Бондианы». Давайте присмотримся к новому Бонду. Главное отличие Мура от Коннери в том, что он приятнее и добрее. Возможно, дело в чертах лица или живой мимики. Для каждого это субъективно. Коннери играл жесткого агента с агрессивными повадками. Мур — истинного джентльмена, изредка выходящего из себя. Блин, я даже не знаю. Может дропнуть нахрен первый GTA, сразу ко второму перейти завтра. Ну посмотрим. Может завтра продолжим GTA. Ну, сейчас я, пожалуй, пойду Расследование Бонда приводит его на Ямайку. Потому что реально устал. Где он сталкивается с наркобароном. Может, сегодня лягу спать пораньше, и будет получше. Так, окей. Ну все, давайте. Всем спасибо, кто был. Завтра постараюсь пораньше завести. Посмотрим. Ну или вечером. Чисто вот GTA как-то пройти. Да. Всем спокойной ночи.